Марш Дойл. Приходите свободными. Вначале мы сегодня зачитаем отрывок из книги Лечи Ильясова «Тени вечности». Книга о чеченской культуре, истории, археологии и так далее. Зачитаем главу о древнейшем периоде чеченского народа, истории. А дальше будем приводить сходства с германскими, с кельтскими и с другими европейскими народами и племенами. Их сходство с культурой чеченцев, а также языковое сходство, мифы и так далее. Приятного просмотра.
Die DNA weist die Spur der Ureuropäer nach. Jener Völker, die vor etwa 6000 bis 4000 Jahren aus der Schwarzmeerregion nach Europa wanderten. Die Mumien der Taklamakan schlagen ein neues Kapitel dieser Geschichte auf. Denn die Ureuropäer wanderten offenbar auch nach Osten, bis ins heutige China. Sie nehmen dabei dieselben Wege, die später zur Seidenstraße werden. Ich bin überzeugt, dass die Seidenstraße oder die Seidenstraßen, die verschiedenen Trassen dieses weit verzweigten Kontaktnetzes oder Netzes von Handelswegen, dass die natürlich auf diese uralten Kontakte zurückgehen. Ein Austausch, der bereits vor 4000 Jahren begann. Сказали в предыдущем интервью, они не знают, что делать с национальными сущностями, с народами России. Русский народ легко. Тени вечности. Чеченцы. Архитектура, история, духовные традиции. Лечи Ильясов. Москва, 2004 год. Автор выражает глубокую признательность Мавлиту и Мусе Бажаевым за содействие в издании книги. Книга посвящена проблемам древней истории Чечни, ее материальной, причем главным образом архитектуры, и духовной культуры.
Автор исследует природу средневековой архитектуры в процессе ее развития. Учитывая материал, сохранившийся на территории Чечни, архитектурных сооружений различных эпох. Эволюция башенного строительства в средневековой Чечне рассматривается в прямом соотношении с развитием различных археологических культур на ее территории. Это позволяет ему не только дать новые датировки различным архитектурным сооружениям горной Чечни, но и восстановить картину, хотя и гипотетическую, развитие архитектурного искусства на территории расселения нахов на протяжении длительного периода времени. Книга содержит более 400 иллюстраций, включающих в себя цветные и черно-белые фотографии, графические рисунки и живописные работы. Предназначена для широкого круга читателей, в том числе для историков, этнографов и всех, кто интересуется древней историей и культурой Кавказа. Благотворительный фонд имени Зии Бажаева. Автор Леча Ильясов, кандидат филологических наук. Редактор Сайдмагомед Хасиев, этнограф, кандидат исторических наук. Ассистент Руслан Дашаев, кандидат экономических наук. Иллюстрация Султан Абаев. Дизайн и верстка Широкова, Лейпунский. Фотографии цветные Леча Ильясов, черно-белые Игорь Пальмин. Производство Подберезье. В книге использованы картины Бицераева, Абаева, приложение рисунки Бицераева. Книга издана при информационной поддержке газеты «Новые известия». Предложенная работа представляет значительный интерес, так как, несмотря на большую научную библиотеку, посвященную изучению культуры чеченцев, в практическом обиходе обычного читателя ее крайне мало. Данный труд в определенной мере заполняет этот пробел. Надо сказать, что текст книги отличается хорошим, емким и ясным литературным языком. Написана она интересно. Работу можно разделить на две части – вводную и основную, непосредственно посвященную теме. Вводная часть представляет собой краткий исторический экскурс в кавказские древности. Написана в некоторых частях предположительно, что, на мой взгляд, можно было специально оговорить тексты, так же, как и многоликость отдельных этнокультурных феноменов. Основная часть посвящена истории средневековой чеченской архитектуры, ее развитию в течение многих веков. Она написана довольно убедительно, интересно и емко. Автору удалось не только обобщить и систематизировать уже сделанные до него исследователями средневековой архитектуры чеченцев. Автору удалось не только обобщить и систематизировать уже сделанное до него исследователями средневековой архитектуры чеченцев, но и внести свой вклад в решение проблем ее развития и функционирования, в особенности функциональной стратегии боевых башен. Интересно написаны разделы, посвященные погребальной архитектуре, петроглифам. Надо отметить и такое подлинное украшение этого раздела, как описание исторических областей Чечни, которым в литературе до сих пор уделялось не так уж много внимания. Во всяком случае, я не знаю их обобщенного описания. Помимо истории средневековой архитектуры, книга дает общее представление о религиозных воззрениях, духовной и правовой культуре чеченцев эпоху Средневековья. Дополненная иллюстрациями, эта монография будет прекрасным пособием в деле изучения памятников Чечни на фоне всего Северного Кавказа. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии ИРАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Дагестан Маркович. Материальная культура является зеркалом, в котором отражается образ жизни, мировоззрение, духовная сущность народа, его отношение к войне и миру, к живой природе. Она связывает поколения, между которыми пролегли сотни лет, живой и зримой нитью созданных умелой рукой человекотворений. Нередко памятники материальной культуры, особенно архитектурные сооружения, являются единственным свидетельством существования древних цивилизаций и государств. Молчаливой летописью их былого величия. Книга Ильясова «Тени вечности» открывает нам удивительный мир чеченской материальной культуры Средневековья, знакомит нас с архитектурой народа, имеющего древние земледельческие традиции, который никогда не претендовал на чужие территории и строил цитадели и башни для того, чтобы защитить свою семью и свободу. Автор исследует
природу башенной архитектуры в процессе ее развития, учитывая материал, сохранившийся на территории Чечни, архитектурных сооружений различных эпох. Не менее важно, что эволюцию башенного строительства в средневековой Чечне Лечи Ильясов рассматривает в прямом соотношении с развитием различных археологических культур на ее территории. Это позволяет ему не только дать новые датировки различным архитектурным сооружениям Горной Чечни, но и восстановить картину, хотя и гипотетическую, развития архитектурного искусства на территории расселения нахов, предков чеченцев и ингушей, на протяжении длительного периода времени. Благодаря знанию местности и обилию фактического материала исследователю удается не просто рассмотреть архитектонику и функции отдельных башен, а воссоздать систему сторожевых и сигнальных сооружений в Чеченских горах. Достаточно интересными являются разделы, посвященные архитектуре культовых и погребальных памятников средневековой Чечни. Автор знакомит нас с духовной культурой, с реликтами древних культов в воззрениях чеченцев, которые, вероятно, связаны с религиозными представлениями представителей преднеазиатских и средиземноморских цивилизаций древности. Несмотря на дискуссионный характер постановки некоторых этногенетических проблем, интересными и полезными являются экскурсы в древнюю и средневековую историю чеченцев, в которых воссоздается исторический и культурный фон эпохи строительства башен. Хорошо дополняет материал и приложение, в котором представлены отдельные памятники духовной культуры чеченцев и фольклора, а также элементы истории государства и права средневековой Чечни. Хорошо дополняет материал и приложение, в котором представлены отдельные памятники духовной культуры чеченцев и фольклора, а также элементы истории государства и права средневековой Чечни. Книга написана простым, доступным языком и рассчитана на широкий круг читателей. Но это никаким образом не влияет на научный уровень материала, достоверность и объективность положений, выдвинутых автором. Работа Лечи Ильясова «Тени вечности» несомненно является новым шагом исследования средневековых памятников Горной Чечни. И очень важно, что она появилась в период, когда изучение архитектурных сооружений чеченского средневековья по ряду объективных причин прекращено, а сами памятники нуждаются не только в исследовании, но и в защите. Доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заслуженный работник высшей школы, откупщиков. Истинная суть феномена истории человечества. Вследствие ее духовной, материальной и гносеологической многомерности часто остается почти недоступной для объективного осмысления. И нередко только памятники материальной культуры являются единственным критерием его подлинно научного познания. И поэтому, как это ни парадоксально, в условиях длительных войн и катастроф они становятся более ценными в глубокой исторической перспективе для выживания и этнической идентификации наций, чем для жизни отдельных людей. В этом отношении труд Ильясова есть попытка сохранить для будущих поколений не только чеченцев, память об уникальной башенной культуре чеченского народа. Эта работа не просто обобщение сделанного предшественниками, но и существенный вклад в коррекцию приближения к подлинной сущности места и роли архитектурной системы в тот или иной период времени, а также отдельных ее составляющих. Саид Магомед Хасиев, кандидат исторических наук. Исследование и явление материальной культуры любого народа связано не только с осмыслением его прошлого, но и с воспоминанием, с исторической памятью, которая хранит в необычных и очень часто недоступных для логического понимания формах информацию о событиях, происшедших многие тысячелетия назад. Часто эта информация искажается временем, на нее накладываются придуманные события и никогда не существовавшие имена и факты, превращая ее в предания и легенды. Нередко она извращается исследователям, которые из-за политической конъюнктуры руины и могилы одних народов приписывают другим, пытаясь придать последним величие и древность. Но эта память оказывается сильнее долговечных исторических опусов, прочнее каменных крепостей и идолов. Через века, через тысячелетия она стряхивает с себя пыль времен и возвращается к нам вновь чистой и светлой. И от того, сумеем ли мы услышать ее голос в космической полифонии, сумеем ли разглядеть ее контуры в море миражей и призраков, будет зависеть ее истинность. А от этого главное,
те ли мы, за кого себя принимаем и выдаем, правильно ли мы идентифицируем себя. Может быть, мы всего лишь осколки многих племен и народов, соединенные волей Всевышнего в единый сосуд. Или давно выплеснуто из этого сосуда тысячелетнее вино, и наполнен он чуждой ему влагой и сущностью. Но если не будет он наполнен той высшей духовностью и мудростью, которая была присуща нашим предкам, не суждено ему сохраниться. Для окружающих, в том числе и для народов Европы, чеченцы были загадочным народом, который оказывал ожесточенное сопротивление великим империям, сохраняя свою свободу и этническую самобытность, но обрекая себя на гибель и уничтожение. Какая историческая память управляет этим народом, заставляя его гибнуть в бесконечных войнах против многочисленных врагов? Может быть, память о цветущих и могущественных городах и крепостях, об обширных территориях от моря до моря, которые занимали предки, о громких победах над поверженным врагом. Может быть, судьба чеченцев связана с Кавказом, с горами. Но считают ли себя чеченцы горцами? Да, потому что именно горы становились единственной их крепостью при нападении врага. Благодаря горам и своему духу сохранились чеченский народ, его язык, самобытная культура. Нет, потому что по большому счету и духовная, и материальная культура чеченцев во многом связана с равниной. Чеченцы всегда возвращались на равнину, как на землю обетованную. И это не было переселением горцев с суровых гор на более удобные земли. Это было возвращение. Отсюда и многолетний древний лексический слой в чеченском языке, связанный со словом «ария» – «равнина». Но память о спасительных горных вершинах также была очень сильной. Отсюда выражение «ламбоцунах» – люди, не имеющие своей вершины, исторической памяти, а потому и права на равнину. И была убежденность, тот, кто не имеет глубоких корней на этой земле, способен принести ей большее горе ради личной выгоды. Трагическая была не только история чеченцев, но и судьба их духовного и культурного наследия. В течение многих столетий их не только физически уничтожали как этнос, но и разрушали памятники материальной культуры, пытались убить историческую память. Историю чеченцев представляли как историю народа, который провел тысячи лет во тьме веков, вытесненный врагами в дикие горные ущелья, не имея ни государства, ни письменности, никаким образом не влияя на происходившие вокруг него события. Трагическая участь постигла чеченские фамильные хроники – тептеры. О существовании фамильных хроник у чеченцев писал Иваненков в начале 20-го столетия в монографии «Горные чеченцы», отмечая при этом, что и родословную автор ведет не все население, а только кто-либо один. О летописцах в чеченской среде писали и другие авторы того времени. Тептер – вид фамильной семейной хроники, в которой велась запись всех предков и наиболее важных событий в жизни фамилии и народа. В более древние времена тептеры писались на чеченском языке грузинским алфавитом. С 9 по 10 веков при сближении Алана с Византией – греческий. А с 17 века на арабском языке или чеченском языке арабским письмом. Есть сведения о чеченских тептерах, написанных клинописью, а также об использовании чеченцами грузинского и греческого византийского алфавитов. А надписи, состоящие из двух строк и выполненные греческим письмом на камне основания одной из башен в селении Кирды в Аргунском ущелье, упоминает Иваненко. Согласно чеченским тептерам, укрепление Кирды было построено аланским правителем, ушедшим в горы со своей свитой, спасаясь от нашествия отрядов Тимура. На чеченском языке выполнена аланская надпись на каменной могильной плите 10-11 веков у реки Зеленчук-Карачаево-Черкесии. В качестве материала для письма могли использоваться деревянные дощечки, каменные плиты, кожа, а в позднее время бумага. В 1944 году, во время выселения чеченцев, все тептеры, так же как и теологические сочинения 17-19 веков на чеченском языке, местного населения были изъяты и уничтожены. Отдельные экземпляры вывезены офицерами НКВД в Россию. Несколько тептеров удалось спасти их владельцам. Не менее печальной была судьба фольклорного наследия чеченцев, их мифологии. Работа по целенаправленному и систематическому сбору и записи произведений устного народного творчества в Чечне
по различным причинам, даже по сравнению с соседними регионами Кавказа, была начата очень поздно. Это привело к тому, что древнейшие пласты чеченской мифологии, нардского эпоса, космогонии, исчезли вместе с их носителями. Чеченцев лишили собственной истории, письменности, могил предков, памятников, духовной культуры. Но остался дух древнего, мужественного народа, умудренного опытом многих тысячелетий. Древнейший период. История человечества – это не только цепь перманентных войн, но и великих загадок и парадоксов. Древние народы, создавшие когда-то великие цивилизации и определявшие судьбы чуть ли не всего человечества, вдруг растворяются среди завоеванного ими населения, или погибают под ударами орд диких кочевников, или занимая труднодоступные пространства, сохраняют свободу и этническую самобытность, но теряют при этом навыки цивилизации, наработанные предыдущими поколениями в течение тысячелетий. Территория современного расселения нахов не составляет и малой доли той, которую занимали их далекие предки и родственные им народы. Древнейшее время. Если следовать логике развития археологических культур, этнолингвистических и антропологических реалий, можно предположить, что нахи совместно с другими родственными кавказскими племенами к концу неолита занимали не только Кавказ, Переднюю и Малую Азию, острова и материковое побережье Средиземноморья, но и большую часть Европы. Эти народы явились доиндоевропейским этническим и лингвистическим субстратом почти на всей территории Европы и определили антропологический облик большинства ее современных этносов. До прихода индоиранцев основную часть европейской территории занимали племена, относящиеся к кавказско-европейской языковой общности. Сначала кавказоевропейцы столкнулись с древними кельтами, об этом говорит древнейший пласт лексических схождений в кельтских и нахских языках. О нахском этническом субстрате свидетельствует не только антропологический облик современных европейцев. Древние индоевропейцы, по всей видимости, принадлежали к монголоидной расе, или по крайней мере имели монголоидные черты. Но и большой слой древнейших лексических заимствований из прокавказского языка в индоевропейских языках, что подтверждается, к примеру, германо-нахскими лексическими параллелями. Лексические соответствия славянского и нахского языка указывают как на древний характер заимствований, так и на длительный период нахско-славянского двуязычия, так как речь идет о параллелях на уровне глагольной системы. Большинство племен Кавказа и европейской языковой общности со временем слилось с индоевропейцами, сохранив свой антропологический облик, но утратив при этом язык. В некоторых районах Европы, и особенно в Средиземноморье, этот процесс завершился лишь к 7-10 векам до нашей эры. Единственным народом из коренного европейского населения, который сохранил свой древний язык, оказавшись в окружении индоиранских языков на территории Западной Европы, являются баски, но и их язык подвергся сильному влиянию индоевропейцев. Кавказско-европейская языковая общность распалась, по всей видимости, в конце мезолита, начале неолита. Из известных в истории народов к ней можно отнести древнейшие племена, населявшие территории Франции, Испании, Германии, Великобритании, а также Юго-Восточной Европы. До более позднего времени, то есть до конца второго, середины первого тысячелетия до нашей эры, свой язык сохраняли племена, составлявшие догреческий субстрат на островах Эгейского моря, Крите, Кипре, Балканах, доитальянский субстрат на Сицилии, Сардинии и Корсике, а также в некоторых областях материковой Италии. Кипро-минойские надписи второго тысячелетия до нашей эры, восходящие к критскому линейному письму А, и критические догреческие надписи, выполненные на одном из хуритских нахских диалектов. В конце второго тысячелетия часть хуритских нахских племен мигрировала с берегов Малой Азии, а возможно и Кавказа в Италию, на территорию родственных им по языку и происхождению народов. В результате этой миграции появилась этрусская цивилизация. Не противоречат этому и археологические данные. Так,
По мнению археологов, материальная культура этрусков обнаруживает определенное сходство с культурой нахско-хуритских народов Передней и Малой Азии, так же как и с майкопской археологической культурой на территории Северного Кавказа. Население центральных районов Кавказа, Юго-Восточной Европы и Средиземноморья еще в эпоху неолита принадлежало к одному и тому же антропологическому типу. Дьяконов писал в свое время в предыстории армянского народа о том, что, устанавливая происхождение народа, следует иметь в виду, что преемственность может быть троякой – антропологической, языковой и культурной. Антропологическая преемственность означает прямое биологическое происхождение от тех или иных предков и выражается в передаче определенных внешних расовых признаков, которые обычно позволяют установить различные составляющие элементы в образовании данного народа. Границы распространения антропологических типов почти никогда не совпадают с границами этносов и ареалами языков. Языковая преемственность также указывает на историческую связь данного народа с этническими группами, которые были носителями этого же языка на более ранних этапах истории. Распространение языка вширь на этнические, культурно и антропологически чужеродные группы является в истории самым обычным явлением. Таким образом, современный этнос может во многих случаях преемственно продолжать культуру преимущественно одних предков, составляющих большинство, а в языковом отношении быть преемником этнической группы, составляющей меньшинство среди его предков. Кавказская европейская языковая общность распалась под влиянием различных факторов, главными из которых является массовая миграция на территорию Европы индоиранских племен и их компактное расселение среди кавказско-европейского населения. Собственно, кавказская языковая общность существовала дальше и распалась к концу неолита на картвельскую, адыгскую, нахскую, дагестанскую группы. И, конечно же, этот процесс также был сложным и протяженным во времени. Распад нахско-дагестанского языкового единства, как об этом свидетельствуют существенные различия в материальной культуре на территории расселения нахских и дагестанских племен, произошел не позднее середины третьего тысячелетия до нашей эры. На это указывает и близость языка хурито-урартов, мигрировавших с Северного Кавказа в Завкавказье и Переднюю Азию в конце 4-го, начале 3-го тысячелетия до нашей эры. Именно к нахскому этносу, как структурно-типологическом, так и лексическом плане. А это возможно только в том случае, если миграция произошла после окончательного разделения нахских и дагестанских языков. При распаде кавказского языкового единства народы, населявшие Северный Кавказ и территорию к северо-западу от него, располагались по отношению друг к другу так же, как и в позднейшее время. Носители дагестанских языков находились на востоке ареала, нахские племена в центре и на западе, адыгские в юго-западной области. По всей видимости, подобное соседство было длительным и отразилось на уровне языкового родства между ними. В этом смысле адыгские языки гораздо ближе и в лексическом, и в структурно-типологическом плане к нахским, чем к дагестанским языкам. Если учитывать уровень лексических и морфологических различий между нахскими и адыгскими языками, которые определяются закономерностями их исторического развития, то можно говорить об относительном лексическом единстве этих языков. Оно обусловлено не только общностью происхождения, но и длительным их сосуществованием. Центральное положение нахских языков в системе кавказской языковой семьи, а также их близость к языкам древних цивилизаций говорит о том, что чеченцы являются древнейшим народом Европы. Близкое родство нахских и хуритских языков является бесспорным научным фактом. Об этом говорит не только высокий уровень лексических схождений, но и полное структурно-типологическое тождество этих языков. Даже показатели грамматических классов в нахских языках, которые представляются сравнительно поздним явлением, имеют прототипы в хурито-уратских языках в виде указательных местоимений. При этом нужно учитывать то, что со времени разделения этих языков прошло 5000 лет, ведь хуриты покинули районы древнего проживания, то есть ущелья и равнины Северного Кавказа и Юго-Восточной Европы, не позднее 3-го тысячелетия до нашей эры. Нахские племена продвигаются на юг практически по всем основным проходам через главный Кавказский хребет, по побережью Кавказского моря, через Дарьяльское ущелье,
по побережью Черного моря, частично оседая на южных склонах Кавказа. Со второй половины третьего тысячелетия до нашей эры они начинают упоминаться в аккадских источниках под этнонимом Субареи. К этому времени относятся две клинописные надписи, сделанные от имени хуритских царей. Одна на аккадском, вторая на хуритском языке. Вторая надпись, принадлежавшая Тишаре, царю Уркеша, Северная Месопотамия, является древнейшим памятником хуритского языка. В конце первой половины второго тысячелетия до нашей эры хуриты распространяются почти по всей территории Передней Азии. Границы их расселения простираются от реки Диялы на юго-востоке до Средиземноморского побережья на западе, на юге до Палестины и Сирии включительно. Они поселяются в Эламе, Месопотамии, Мари, Митании, Сирии и Палестине. В аккадских источниках их называют первоначально Субареями, а их страну – Субарту. По мнению исследователей, на самом деле этноним Субареи относился к дохуритскому, возможно шумерскому населению этих районов, с которыми хуриты могли находиться в определенном языковом родстве. Египетские источники с 16 века до нашей эры называют их Хуру, а в Библии древние несемитские племена Палестины обозначены как Хори. Северная граница расселения хуритских племен в этот период не определенна, так как к северу от них была территория урартов, народа, близкородственного хуритам по языку и происхождению. По всей видимости, в начале третьего тысячелетия хуриты и урарты представляли единый этнос. Еще севернее, в центральном и восточном Закавказье, исследователи предполагают существование еще одной группы нахских племен – этиухов. Этиухи являются создателями так называемой триолетской археологической культуры, существовавшей в Закавказье во втором тысячелетии до нашей эры. Эта культура имела глубокие материальные связи с преднеазиатским хуритским миром. На основе расселения хуритских племен от Закавказья до Сирии и Палестины можно проследить миграцию нахов на юг с территории Юго-Восточной Европы и Северного Кавказа. Как подчеркивалось выше, для более или менее адекватного установления происхождения народа нужно иметь в виду три фактора преемственности – антропологической, языковой и культурной, археологической. В истории человечества чрезвычайно редки случаи, когда этнос является преемником более древнего этноса по всем трем составляющим. Но в случае с нахским и хуритскими племенами мы имеем явное совпадение двух факторов – языкового и антропологического, так как близкое родство нахского и хуритского языков является фактором общепризнанным, а на всей территории расселения этих племен в описываемый период времени преобладала балкано-кавказская раса, к которой также относятся и современные нахи. Культурные и археологические данные не дают такой ясной картины. Пиантровский считает хуритские племена создателями так называемой куро-арарской археологической культуры, возникшей в конце IV тысячелетия на территории Восточного Закавказья. Междуречье Куры и Аракса, а также на Армянском Нагорье, отсюда она распространилась почти на все Закавказье, на отдельные районы Передней Азии, вплоть до Сирии и Палестины, а к северу Дагестан и юго-восточные районы Чечни и Осетии. Поселения куро-арарских племен располагались на холмах и возвышенных местах, а также по берегам рек и на горных склонах. Наиболее распространенным типом жилища у них были дома круглого плана, которые строились из камня, сырцового кирпича или турлучной техникой. Основу хозяйства племен куро-арарской культуры составляли земледелие и скотоводство. Высокого уровня достигают металлургия и гончарное производство. На поселениях куро-арарской культуры найдено множество печей для выплавки меди, разнообразные орудия труда, оружие и украшения из бронзы. Большое распространение получили у этих племен глиняные, отяжные подставки различного типа, в том числе и в виде стилизованных фигурок быков. Керамические изделия характеризуются черной лощеной поверхностью и розовой подкладкой изнутри. Некоторые из них имеют красно-охристую окраску и идентичны керамике поселений майкопской культуры. Погребальные сооружения племен куро-арарской культуры – это в основном грунтовые ямы, каменные ящики, склепы подковообразной формы. Куро-арарская культура развивалась на основе более древней местной культуры.
так же как и майкопская на территории Северного Кавказа. Виднахские племена Северного Кавказа, по крайней мере предки современных чеченцев, населявшие в это время центральные и западные районы Кавказа, вплоть до Прикубани, а в более древние времена, возможно и до побережья Черного моря, чуть позднее создали майкопскую археологическую культуру, генетически связанную с куро-арарской, но типологически отличную от нее. В свое время известный исследователь Крупнов писал: сходство памятников майкопской культуры с памятниками культуры куро-арарского энеолита, рельефный криволинейный орнамент на керамике, формы наконечников, стрел и так далее. И соединение этих культур в поселениях Чечено-Ингушетии позволяет видеть в майкопской культуре северо-западный вариант некогда единой археологической культуры всего Кавказского перешейка. Все увеличивающееся число данных о связях этих древних культур превращает этот вопрос в важную проблему древнейшего культурного кавказского единства, его отношение к какой-то большой и тоже единой этнической общности. Несомненно, кавказская языковая семья оформилась очень давно, еще в неолитскую эпоху, может быть, еще до выступления на историческую арену Старого Света семитических, индоевропейских, угро-финских и тем более тюркоязычных народов. Принадлежность поселений куро-аракской культуры именно хуритам нельзя с определенной долей уверенностью ни доказать, ни опровергнуть, так как только археологических материалов для этнической идентификации недостаточно. Но вполне можно предположить, исходя из возможного пути миграции нахских племен на юг. Хуриты играли в течение многих веков ведущую роль в Передней Азии. В XVI веке они создали государство Митани со столицей в Вашукане, Северной Месопотамии. Она упоминается в хеттских документах и как Хури, и как Митани. Митани играла доминирующую роль в Передней Азии в течение нескольких столетий. Под его влиянием находились многие области, прилегающие к нему, в том числе Рабха, Кицуатна, Ашур, Алалах. Социальная организация хуритов напоминала организацию чеченских средневековых тейповых общин. В ней существовали большесемейные общины, именуемые в документах домами, биту, или башнями, димту, чеченский ц, дом, группа близкородственных семей. Несколько семейных общин образовывали село, которое являлось территориальной и территориально родственной общиной. Селения располагались вокруг укрепленного поселения, где находился главный храм, жилище правителя и должностных лиц города-государства. У хуритов существовал совет старейшин и народное собрание, которые активно участвовали в процессе управления. Митании было достаточно рыхлым образованием, и его правители так и не сумели создать единого, централизованного государства. В процессе длительных войн с хеттами, в которых принимал участие на стороне последних и Ассирия, а также междуусобных борьбы за власть и трон Митании пришло в упадок. К концу XIV века до нашей эры оно попало в зависимость от Ассирии и к 1300 году до нашей эры перестало существовать. Нельзя исключать и то, что часть хуритов под давлением семитских племен сместилась на север, в район Армянского Нагорья. К этому времени относятся первые упоминания в ассирийских источниках о племенах Уруатри, населявших Армянское Нагорье. В записи ассирийских писцов говорится о походах их правителей в страны Наири, Нахири. В начале первого тысячелетия до нашей эры хурита-урартские племена, населявшие Армянское Нагорье, создают мощное государство Урарту. В аналах ассирийского царя Салманасара III в 856 году до нашей эры упоминается царство Урарту или Биянили, биянские страны. Уже к началу 8 века до нашей эры Урарту становится мощной военной державой, цари которой совершают походы на прилегающие страны и вступают в соперничество с хеттами и ассирийцами. Наивысшего расцвета государства Урарту достигает при царях Менуа и Аргишти, 8 век до нашей эры. Влияние Урарту распространяется и на закавказские племена. По всей стране строятся каменные крепости с мощными цитаделями. Развиваются ремесла и сельское хозяйство. Если первоначально царские писцы вели записи на ассирийском языке, то позже они переходят на урартский язык. Материальная культура Урарту была совершенно новым этапом развития цивилизации Передней Азии.
Она, несомненно, через опосредованные связи определила в какой-то степени и лицо современной европейской культуры. После падения Урарту в начале VI века до нашей эры часть уральских племен мигрировала на Северный Кавказ, в районы расселения родственных нахских племен. Информация об этом сохранилась в преданиях многих чеченских тейпов, а также в фамильных хрониках, тепторах. Другая же часть – восточные районы Закавказья. Чуть позже здесь возникло государство Кавказская Албания. Наиболее активным этносом в нем были потомки хурита-уральских племен, известные под этнонимом Гаргары или Гаргареи. По всей видимости, нет особых оснований для того, чтобы идентифицировать их с лезгинами или удинами, так как этноним Гаргареи упоминается античными авторами рядом с утиями, уди, удинами и легами, которые без сомнения являются предками современных удин и лезгин. И вряд ли античные писатели Страбон, Плиний, Плутарх стали бы дважды упоминать одно и то же племя в одном тексте под разными этнонимами. По всей видимости, часть гаргареев позднее мигрировала на Северный Кавказ, в районы расселения родственных им нахских племен. В связи с этим можно вспомнить старинные предания о происхождении нахского общества Галгаи, жители которого пришли к истокам Ассы из Южного Дагестана, то есть с территории Кавказской Албании. И это дает возможность объяснить определенный уровень морфологических и лексических соответствий между нахскими и некоторыми дагестанскими, прежде всего лезгинскими, языками, явлением абстрактного характера. Нахские племена двалов, населявшие территорию древней Двалетии, современная Южная Осетия, вплоть до конца 15 века, также являются потомками древних мигрантов, осевших здесь по пути передвижения нахских племен на юг. Согласно Уахушти-Багратионе, древнейшее население Двалетии происходит от легендарного Кавказа и является близкородственным Дзурдзука, то есть горным нахом. О принадлежности двалов к нахским племенам говорит и отнесение их древними авторами Кавкасионом, под которыми без сомнения подразумевались нахи. Не менее могущественными были нахские племена, жившие с северной стороны главного Кавказского хребта. Так, согласно исследованию абхазского историка Гумбы, по данным письменных источников, античных, древнеармянских, древнегрузинских, во второй половине первого тысячелетия до нашей эры древние нахские племена занимали территорию от Преэльбруса и течения реки Малка на западе до подножия Андийского хребта и течения реки Аргун на востоке. Сообщения письменных источников согласуются с данными топонимики, языка, антропологии и этногенетических преданий нахских народов. Полное совпадение территории расселения древних нахских племен во второй половине первого тысячелетия до нашей эры с ареалом распространения поздней кабанской археологической культуры является подтверждением того, что носителями этой культуры были нахи. На основе детального анализа сведений античных историков Лукиана Самосадского и Клаудия Элиана, Гумба приходит к выводу о том, что во второй половине первого тысячелетия до нашей эры племена, проживавшие в центральных районах Предкавказья, античным авторам были известны под названием Малхи. Наличие топонимических названий с корнем Малх, река Малка, Малкан, Малхан, Малхар, Малгабек, Малхиста. В различных областях Центрального Предкавказья свидетельствуют о широком расселении в центральных районах Северного Кавказа племенных групп Малх. Термин Малх был общим нахским этнонимом. В абхазских нардских сказаниях население центральных районов Кавказа выступает под именем Малхуз, а сваны обозначали его этнонимом Малх-Ар, где Ар – показатель множественного числа. Измененной формой Малх является и адыгское название вайнахов Мыш-Хыш, с закономерным переходом нахского А в адыгское И, а нахское Л в адыгское Щ. Вайнахское Лар и абхазо-адыгское Шит в фольклоре адыгов и горных грузин нахи Центрального Кавказа выступает сильным и могущественным племенем, играющим важную роль в жизни народов региона. Таким образом, археологические исторические данные говорят о том, что нахи не были народом, тысячелетиями запертым в тесных ущельях на обочине цивилизации, а играли доминирующую роль не только на Кавказе, но и в передней
и Малой Азии, а также в различных регионах Европы. Apostol, og individuelt så og næste svart som der og wala sim wala وهم شنو تقعد لك وقت يشتري شاولوا أما شين ويدا ذات الوقش شاول أم ألدي شتبات أنا وي قرص قوية نوختي تقومدو إيش تقومدو نوختي إيش تقومدو إتعرف تقومدو قرص قوية تقوم يقع تيفنش صوبينا وق حاني قدو خايحون حاجات ستيبا سنوختي ستيبا نحو سأورستو وات ستيبا نحو إنجوشيتي عاش تارك أميلشتو أو تشتاش غلا بوبا تاخن سوساجي كودي با примерно из أورستو из إنجوشيتي أينا تنشا غلا خيت وجه أورستو نوختي أين تشوشا نوختي وبا также ستيبا نحو إنجوشيتي تاشاش غلا دوبا Так, Гергал дуе, вежи дуе, ця проблема, я це юбе. проблема искусственно раздуваться и чана, куду, вела, Шен лук аркиш, оценидайн, когда-то люди, которые не верили в тебя, будут рассказывать всем, как они знакомились с тобой, что он даст, и что. Цакам дуе, وين باشخل ويغلق شوي عادتش صارني دقش دقيقة وش دعين دقيقة ويدادوش يعني كده ديك شادك داني ستودو قيتم شو بوردو بقدك حقوش ديدو هان ماليولا دقو بوخا وين حكري بوكرتنا قوي اوشي صار ماستخلي جيندو لي تاقي قيتشو يوقي حاقام و خليت تزايا شين لوك شم قالتي شطان شين لوك وشان نوتشو خيتشو نوتشو ويدو تاقوين حبوخ قوش بيرش هر وين تبعسن بول هر بالت إيرا بيالان إمالخ زانرش وين نوتشي ورها ديش ملار إسيرلو يوي وين حتو يلجعني أتوا حقوش لو أخدو شادقا إير بو دعبيل شاني قلتك يوي مالخ بوي إز حلغاتو بيزوي بود ديشر أوخ ديشر سيرلو تديشر بودا ديشر حيقل قيتم قل حميت وقتي يعني كده داني سلو بوخ بولش بوه دنيا جوا بوخ وي دات بوخ حقيقت بوخ لاش بو تعموحون نتسل تباع بوخا أدمش نحبول نح تليل شيهم دوي هون لا أحتلا أحديش قوبا ديت إليات بوخ وي بوصوت ناحي بو إشنية كوچر هو بشي بواش وات عن نجس يا جيجل جايوغا لو شو سينك إليات ستيشم إليات بوخ زندي وي دات إشت وي داقيت جاني شادي قداني ستوردو بوشي مي تاجي مالتيتو دوشن هالتا يتحتنا وي تانديتا دا لاتا وي تا كتيتو صودي أخان كيلخي هم إيدات وي научный база шадега должен таран вой идицен сунде юю дюца децервой шиена доказательства шбух бош галгай ночи мировой науки не то что хахай национальная хульца именно шутиешься историю из-за признаваться дяшьяти хамившуш это твои народные мифы, в которые ты веришь, что наука, научные истории, что Бог бой, факт, доказательства, что гулаяш, вабилан, и Бог пьешь получено, там, хело, и филовый, кана, издам, а чуку сарю, галгай, уаштрой, ist ночь махвай, царь, мастер, шейха, шумерские времен хоошхалла, Бог حكري بوقتها مسانا شان بيزا تبوتي شين يوالو يغوارو إي إستوري شين حق يترقتو وين مسانا يلشو نحج مخواش نيز قيا نيز نحجي تيوتسن تلك نحجي أو أتسل بو قوارق دعيوة إستوري وين ناهي يشوالها ويداخ مساقون تيودو إذا 20 век Первое упоминание хульвой коми так.
ишtum dushin biezashin bolş boran için ladu du es tacimal ostituše ton. Yicenol istorien šun hits as jučan skaskieta dodela taganoj habalen bol buhanti naучный факт шантич одика ложится деш. Чодик ти дилуш чодик дош оцунс. Германский, скандинавский, кельтский таджимол бусахус гуллен нохч нохчан юхера цун хумши бухиларн гоит. Нашин холцаня та Джимьеши Шасалаху. Нахское происхождение Одина Уотана. Один германский, один скандинав шолцуно, один скандинав шевиш, датчанши, шведши, норвегши букуш. А германский племенаш Уотанас олшылоцу. Водинас, Уотинас. Чиндеqi, идуаш дюqwe. Ватан и аз чиндеqi диапч. Ватан аз, Ватин аз. Аз وين ما голос богду. Вати غلغай диалектиц. Старец оксак, вот и уэ, октагик, уважение мудрецу, как бы старцу мудрецу, вот и ваши. Окончание аз, ан инс вотан, вотин, ан и ин окончание, ши наски. Маттаха, цана принадлежат дешева, как бы. Например, дада, отец, дадин, дадан, отцовский. Плюс аз, голос. Отцовский голос. Дадин аз, дадан аз. Принадлежность стоит окончанность. Дадин ин, дадан ан. Тахока шинте пандухара. Вотиназ, вотаназ, вотиназ. Так, иззи правило от дадин, дадан аз, ой, хокте ок вотананти асияди ахча, вотан аз, вотин аз. Голос мудреца хульцунах, а также барабанду вот. Нохчимата. Вота. Барабан бубен. Из-за самый старинный барабан бубен шаманский. Умею самый старый, как бы, мудрецы шпукаш дерек дюненти обоишь. От Индии, там, Америка, индейцы, там, вот эти тюрки, у всех, там, Африка, у всех людей мудрецы это первые мудрецы религиозные, как бы. Шаманскую, шух ему большие научные версии, как они появлялись. Охотничье собирательных обществах. Еще шаманш, как бы шаманш ложбу, первый мудрециш. Смотришь, отсюда и вот так, один, вотан, как бы шаман, шаманский тема юти, и матта бутеца, горловой, шаманский, и мяла, вы вроде бы, вы маттиц бош бутери, но шаманский, горловой, да и отсюда связать с один цатамшин бял буцерич оса искривленный цацавой. И за грибы жду, что от северя, короче, сутя, цамяла даиккан, короче, цана. Дабед до тех, етё, грибы жди, он олсаго, даже шинхает бошинос, он может придумать сам язык. Так, и война всегда баны грибы жди, одному богу известно, цан, квячу мяли гондоломш. Дючкал долом сейчас грибы шуш, короче, сега ца устигина ца, етё, ца дабян нешти ца модинши, ца магиши, рунши, короче, сюда чего дабет лавайне. И грибы шти, он всегда был. В общем, вот он аз, барабанный аз, шаманский хундуз, вот и германский чунцаяни дышч. Вот и аз. Голос мудреца. Вот и уйцун аз дука. А цара бог винацуно.
Ца изаши мудрость ши, хайкал ши, киетам ши, майрал ши, қуанхал ши, баршал, шиит ученик лаоцанс. Ца как бы массаца уи шиит царь, вяш. Как бы Иса тоже 12 учеников, там, Юсуф, там, 12 братьев, там, это чисто и космологически. Там, как бы Иисус Солнцем, будет 12 апостолов, это 12 месяцев. И самый древний зодиак, самый древний знание человеческий. То же самое жертва принести вина Иисусу ша. Один новый набор ша, жертву принести ради мудрости. Ирхуалвело на дереве Игдрасиль. В общем, и Берзлаю, и Берсерк Шолцара. Подразделение, волчий. Урнашти, коси Берсерки, название, Яванцер. Берзлай. Кеца хумадатига, киета цакиета, цехцуила, абсолютно. Через Берзлай тягайте на вауаны от эго. Карабати, и Русь основывать яш, яш на или хилбуш. Войдешь из тхуанха хилбу, один идех, кандай салилш. Жикти бьемцахила начин из тхуанха. Жикти хила отсир эти крыш окана крыш Египте будет пека штара лейш бинер бош на самом деле деши яц будет бол. Тига хадуичо. Цитюна, что хадуич должен деши яц будет буя. Особенно от сказок, что тешвая. Омет на поверхности, что харом шоупшет цитюна шветва. Да турра уцер бог. Тур олцацуна. Бог войны. Тур у бог тур. Тур диакануэна ок ночиш. Буквально переводить. Пришел с мечом Гуцуна, но по сути дела там кайфен бог мадуи. Тур диакануэн бог. Бог войны, алавазин на цели, от христианский монах, что имел долума христианский монах, что я зинду армянчи, вишмюш бог. Сейчас скандинавский германчи, цеда я зинду имел до истории шиос, аннаши, зиндер. Бог, что я зинду целис. Ну ты руки, бог войны. От барзи цени цера иду и тура истории цени туруй бог войницуна. Тур лишился руки, когда асы еще и сан был типа бог шбу, ассой шбуй, ассо. Шбуйш, но цара боги ал, асы боги ал, набазинуш. Асгардия. На самом деле ассо, только знаете. Когда Тюр лишился руки, бог, когда асы решили сковать огромного волка Фёрнира волшебной цепью Глейпнир. По одной из версий, Тюр вложил свою руку в пасть Фёрнира в знак отсутствия недобрых намерений. Когда волк не смог освободиться, он откусил руку Тюра. В соответствии с эсхатологическими мифами викингов, в день Рагнарёка, дыне духа дол деду, как бы все исчезнет там, всему конец, но надо как бы действовать, пытаться что-то сделать. Но дыне духа дол что? В соответствии с эсхатологическими мифами викингов, в день Рагнарёка Тюр будет сражаться с чудовищным псом Гармом, и они убьют друг друга. Хасан Бакаев. Ты особо делаешь. Это паузы, и скандинавский мифология, скандинавия, свет. Херин самет кюп, и халх исторический Белбу на дабук шметхилы, то есть после смерти Тайозмани Белштон, что темя Белбу, темя бой, и дабук шметки, царти шметкен цехую волхол, вол хульду или халду, что халайт, мой бодо что амед.
والحل دوغ عليه شو متكل بس etymology دشي مع انتغاتي تاشتري أما يقول ميثولوجي عليه وشنا بس سميرتي تعديك يلس من يقول بولنا طبخ شو متكل Хасан Бакаев. Одно из чеченских преданий гласит: перед концом света 40 дней и 40 ночей будет лить дождь. После этого, когда дождь размягчит всю землю, горы и возвышенности, 40 дней и 40 ночей задует ветер, чтобы сделать мир плоским, как ладонь. Когда этот ветер опрокинет все горы и возвышенности, выровняет их, останется в живых лишь поджарый волк. Волк встанет, повернувшись против этого сильного ветра. Ветер не в силах опрокинуть волка, разорвет его шкуру и унесет ее напрочь. Оставшись стоять на ногах, волк обратится к Богу. «Великий Боже, если бы я раньше знал, что Ты сотворил меня с такой твердой душой и таким героическим, я бы поклялся Тебе уничтожить в этом мире все живое». То есть и ночи еще. После этого, убедившись, что волк остался непоколебимым, Бог заберет его душу. Борис Пармат, научный фольклор, этнографы, Сальжгала, 1992 год, шо и ОЛ. Хасан Бакаев. Это чеченское предание явно перекликается со скандинавской легендой об ужасном волке Фенрире, который перед концом света, Рагнарёк, будет уничтожать все живое, включая и самого Одина. Фенрир, также известный как Фенрисульфар, чудовищный волк из скандинавской мифологии. Он был сыном демонического бога Локи и великанши Ангербоды. Боясь силы Фенрира и зная, что от него можно ожидать только зла, боги сковали его волшебной цепью из 2 кошачьих шагов, женской бороды, дыхания рыбы и других оккультных элементов. Когда на него надели цепь, Фенрир откусил руку богу Тиру. Ему заткнули рот мечом, и ему суждено было лежать привязанным к скале до Рагнарёка, судного дня. Когда он разорвет свои оковы и падет на богов, по одной из версий мифа, Фенрир поглотит солнце, а в Рагнарёке сразится с главным богом Одином и проглотит его. Сын Одина, Видар, отомстит за своего отца, пронзив волка в сердце, по одной из версий, и разорвав ему пасть на части, согласно другой. Фенрир занимает видное место в норвежской и исландской поэзии X и XI веков, и поэтому с опаской говорят о том дне, когда он вырвется на свободу. Дальше от волки тянет чодухи, и с открытой пастью ногчебем хладаци, борзы, сунавдал герз, стики юкар, масалайнс, ногчу юар, гатин багайош борзы и уехилью из цера и юхар волкири азгейташан хара надгромный толкштук викингши, обыкновенный царь зла. Надгромный викингши толкбукар. Антитеррор, хазин. هروينا شو ها هزون واضح على تصير خزين ولا شيء والقال ايه هذا ده تقول شو صوت صاين والكيريو والكيري صوب ديلا والكيري والغالي سكوندو Tansi quando non so per dire lasciare. No, fammiamo. Taglia adesso. Tax.
Харюар, ой, цайпайдя юар. И, ну, и юкар белна дабух, можно сказать, город мертвый, юкар цайпайдя. Древнескандинавский мифология, викингши, валькирию. Из-за валькирия с исландского, то есть норвежско-исландского вот этих языков скандинавских, выбирающие убитых бог дуба. Скандинавская мифология дева-воительница, которая реет на крылатом коне над полем битвы и решает, кому из воинов, павших в бою, попасть в небесный чертог, Вальхаллу. Вайн-маха ночи там. Умереть бог духа, ваймахта. Кир, чертог юг. Велла кирчу. Валкирия. Вкус вообще там... Цаца вещь, нахули, чувачи боли, он янинек... Мубайцу, уяцу, я не знаю, Массачусетс, боцваца язен, Массачусетс, он ядинек, цаца, смыслёшь, умшдален, биомедах, конечно, кухидё. Валкирия, ютсонце, ну, Валкирия, Валкира, шейматацу. Ахара, дева, воительница, воинш, белбол, велвол. Валвой, ну и велвой. Небесный чертогчу. Валхалчу. Кир. Небесный стиглар. Кир. Буй. Валгал. За полностью смысл люкса ночи мата. Цешей матацу. Перевод дается. Просто название. Я сказал, что это и волхал, и тихуишу, то есть и тура, и волхал, так по сей день уж мои цели, волхал уже меткш. Антикор, можно мне встречный вопрос? Хара шведский надгромный камень буар времен викингов, Швеция буар. Орша война жду. Ара Шамиль, имам Шамиль Волш, гражданский война, Шамиль дяхал то амбяшил был, ногчиши и симолью. Коренюар. А вопрос можно? Да, можно. Смотри, вот я что хочу сказать. В наше время, особенно в такой поток информации, он как Ниагарский водопад, и это хорошо, информация — это самый ценный ресурс во Вселенной, я считаю. Всю информацию, я думаю, это нормально и правильно подвергать хотя бы какому-то базовому критическому мышлению, анализу. Свободила суно, ширват, солнце, наушник, шацая. Свободила, что. Да, отсутствует. Я вам скажу, вот сажим Волошвайна, вы юфтер нах сандасы, Волошдак Дохсон, Волхаликачи, что Волвалш уже 30-местный цикл, что Анах Волхаликачи изволит. Сумхазан канал Дохузвайне, вы юфтер нах деш, Волхаликачи. Был, что они только критикам подвергаться езбу не сундуре, но войны, дешцане, долг, этимологический разбор, и лучше, что европейские цели, древнескандинавские инженеры, любой цивилизации связаны дешно, что насмешку дока, действительно, бадока, ама легко совпадение шхелера спростаться хупы, то есть хотя бы даже на любительском уровне этимологии сами. Это начало хумаези, любой гумана, то есть и процесс критиковать, изначально, вот он, да, размышлять, да, из него, да, критик хельез, да, точно перепроверять информацию, но
Это абсурдно. Он белым, den Ladach zu diesem. Слушай, это же специально делается. Институт Шмей над этим работает чисто. Бэкдак, шутку насмех поднять, чтобы ты больше не лез в эту тему. Это специально делается. Освободите. Я могу продолжить, да? Ты сейчас слышишь нормально? Да. Окей. Смотри, в любую информацию сейчас, особенно в наши дни, когда такой поток ее, это правильно и нормально, нет в этом никакой ханжества, ничего, подвергать какому-то анализу, сомнению, как-то задавать самому себе вопросы. И вот у меня был случай, у моей матери есть там сестра двоюродная, с ее мужем я общался, и он мне говорил, что Артур это, допустим, чеченское имя. Хотя я точно знаю, что это имя кельтское, и оно у них просто означает животное медведь. Ничего больше, нет никакого, это просто факт, и все. Но он говорит, нет, это чеченское. Я спрашиваю, почему? Он говорит, потому что вот смотри. Ну подожди, сейчас я это все, сейчас тут... Я расскажу тебе, я закончу. И он говорит, не надо, сейчас я тебе Артур скажу, и все скажу. Вот тут приведется, пожалуйста, не отвлекайте меня, пожалуйста, пока. Подожди, сейчас все ответы будут. Понял. Дальше читаю. Не мешайте, пожалуйста, если не трудно. В общем, Вальгалла, также Вальгалла, Вальгалла. Вальхол. Чертог мертвых, чертог убитых, дворец убитых. Хол. Вальгалан и дадам дуйгал. Хол. Хол хилатерю. Растешен, юден. Придуманный мат, по-моему, русский мат. Царь английский. Царь хаэца. Холди нацина. Фюрхил нацина. Вей долчара, вей чалхил цивилизацию. Вей реальношила. Скандинавский, грибыш да, вей дабан, вей тяйна боли набы, Норвегия, вахойшан, аз грибыш ти хойшан, уйце чуайнашиш, варваршмахелиш, это дох тину дойцу чуа холлу. Це уже реально що халиш станційно чуашила шевик технікал короче шей. Це чуаса шей ерабол шей не туа малая кавах митчамети дабал короче юха бош. Це как бы хол хилаться на цачуя. Вой хул урарту шумерир хадош гал наш яш хадехкан дуэ гал дуйдуаш. Це как бы хол хилаться. Но на самом деле чертог я переводю, чертог мертвых. Просто цею идет в кавычках. Это не этимология этого слова. Этимология. Не Артур, а медведь, да, Цони. Наверное, это медведь Бож. Сау? Прикинь, они даже, вот сами вдумайтесь, этот Артур во что поверил? Артур поверил в непонятную, в неясную этимологию этого имени Артур от какого-то там кельтского, там еще какого-то, где говорится медведь. Какое к черту отношение медведь имеет к Артуру? Артур, этот Угичур, Артур Дяхан, Артур. Какой еще медведь? На нашем языке вл значит гал, вла гала. В литературном виде переводится как «город мертвых». Следующие два слова взяты из древней скандинавской мифологии. Вальгол. Вальмагалла. Русский вариант Вальгалла. Те, кто немного знаком, те, кто немного знаком те, кто немного знаком с темой, знают, что так у древних скандинавов, викингов, назывался загробный мир. Там обитал пантеон их лжебогов, и туда же стремились души умерших людей. Здесь, в Швеции, никто так и не смог мне толком объяснить, что же это слово означает. Среди опрошенных как простые жители городов и селений, так и преподаватели шведского языка. И даже один антрополог, Мага Салам. Для носителя языка это уже не более чем просто название. Однако для нашего чеченского слуха в этом древнем слове отчетливо слышится его первоначальный, как мне кажется, смысл. Прислушайтесь. Валхал. Валгала.
Или если представить его в литературном виде, город мертвых. Давайте перейдем Давайте перейдем к следующему слову. К следующему примеру. Это слово «валькирия». Кто не слышал о валькириях, поднимите руки. Это девы из вышеупомянутой Волгалы, загробного мира викингов. Кажись, те тоже не были чужды мыслей о райских наслаждениях. Конечно, не могу сказать, что такого слова в нашем языке нет. Пожалуй, спущусь этим. Но обратите внимание на окончание этого слова. С началом «вл» мы разобрались уже выше. Да, кажется, вы уловили ход моих мыслей. Это окончание «зударий». Иша, ежарий, зударий, я, мягкарий. То есть на глазах изумленной публики слово наше приобретает вполне ясный смысл. Мертвая девушка, дева, или если точнее, исходя из рассматриваемой мифологии, девушки города мертвых. Валькирия. Валкир, валкирий. Зуда, зударий. Мягко, мягкарий. Иша, ижарий. А теперь приведите мне как и на этом же самом скандинавском, любом диалекте, языке, исландском, шведском, норвежском, датском, каком хотите. И любом другом в этом мире языке, где есть такое же для обозначения женского пола, где делает из этого множественное число. А также валькирия на наском «вол умереть, кир чертог». Да во всех смыслах полностью окружена она нахской этимологией, нахскими смыслами, где на нахчийском вот этом языке нам его истинный смысл и выдается, как и со словом «Артур». Вот это, как мы видим, знак Юпитера, это так называемая сейчас. Вот это бог солнца Аполлон. Это древнегреческий бог. Вот, видим мы знак солнца, так называемая свастика. Это Германия, так называемый рунический жертвенник из стали. Дальше. Это руническая надпись на мече викинга, 9 век нашей эры. Место находки – Норвегия. Это рунический камень викингов, остров Готланд, Швеция. Гребень, 4 век нашей эры, Дания. Так называемый рунический камень Штолделев, 9 век нашей эры, Дания. Национальный музей. Камень в память короля Эдвин, павшего в битве в 1035 году, Англия, Уэльс. Еще один рунический камень в Дании. Мы смотрим на экран, да? Я, правда, вас не слышу. Смотрю, я отлично смотрю. Не знаю, что с ним. Не говорите. Так, рунический камень Дании. Погребальная урна. 5-6 век, Англия. 2 верхние фибулы. Германия, 4 век. Нижние, Дания, 4 век. Дальше идем. Скажете, слышно или нет? Слышно было? Нет, не было. Хорошо.
Соцебайс, соба делта, секунду. Секунду, пожалуйста. One second, please. Ekrāntā gušma ir šunieri? Gušjer kheshum yater. Soba делаешь. Слайд шаир майжешь и свастикят. Масана Дани, Англи, масана хаялib kasиш. Видео kheshят. Hitsa, ins noch чуть-чуть это решу. Noch чуть ахаринаши. Так, соба делал. Вот, надуалаш. Телефон тебе позже. Сержный Юрт обнаружил в окрестностях села Эрсуной древний артефакт. Находка предварительно датируется 6 веком до нашей эры. На самой пряжке хорошо видно изображение ромба над головой оленя. В книге Анастасии Новых «АЛЛАТРА» дается исконное значение символа ромба. Ромб или куб – это символика исконных знаний о духовном освобождении человека, переходе духовной личности из материального мира в духовный. Сержный Юрт обнаружил в окрестностях села Эрсуной древний артефакт. Сержный Юрт boş azmayzaşın. Решение. Древнее духовное здание, куб. Уж ты? Сержный Юрт Ахкарин. Hoşa Dani muzey çayı algayet naşirin. Церзи Гахкаринё. И сандо Кристиш Тухош. Чурчтявы. Уж ты уэйдал чадеш Тухошо. Нохчи чадуиш. Аркеш наш. Уж и сравнениш. Уж ты Гахкаринашю, кельч тига. Хош уэй арк наштябу. Как бы Шамильна дал там бин нохчиши знаки усимо. Пара ингушский как бы там ну символика. Цага и предпочтительно, но ой масяга йолшукас. Пар безлай шале. Ти хош бош. Берсеркш. Безлай шкура йолы, короче. Самый из воиншло шлош как бы. Безлаюкаш. Берсерк холицермата. Пространстве искусственный махлер, терцерматы, дяхча и дешташ как бы смысл кезгутериошный сло. Берсерк ялаца. Шеймата, скандинавский. Берсерк. Берсерк, берзлай. Инструкция. Так, вообще немецкий канал, даже гинцегинца, раз, он надо цегиняшен. Ну, могин хулила дать. Немцев Букович, конечно. Это не да. Aber weist die Spur der Ureuropäer nach. Völker, die vor etwa 6000 bis 4000 Jahren aus der Schwarzmeerregion nach Europa wanderten. Ureuropäer wanderten offenbar auch nach Osten, bis ins heutige China. Sie nehmen dabei dieselben Wege, die später zur Seidenstraße werden. Ich bin überzeugt, dass die Seidenstraße oder die Seidenstraßen, die verschiedenen Trassen dieses weit verzweigten Kontaktnetzes oder von Handelswegen, dass die natürlich auf diese uralten Kontaktnetze austauschten bereits vor 4000 Jahren. Хорша церковь также и нити судьбы что церковь там против страха и против удачи, и, против рыбной ловли, там, за рыбной, для удачи в рыбной ловли, бош разные еще для, как бы, нити судьбы церковь церковь. Харгую так, опа. Ра истам гду ночи.
Тот же ще верование, что Хинс бисанцунах кус, как бы, кайца значение очень. На самом деле тот же самый нити судьбы, там, против сглаза, там, против этого, там, за удачу, там, нити судьбы, там, не тя ищи, реки, остие дабан, буцери, викингши, паричным вот этим делам городаш, Англии, вплоть до Англии основывать, я что, чисто вот этими, как бы, нити судьбы лоши, лохцар еще, хинштуй, фортнаш, цичолан, лилаш, короче, леч там, что. Так. Сейчас. Ну не говоря. Нет. Мегадон. Александр Дюма Хезнвеш, Хезнерушум, Цевешум, Цехачун, граф Монте-Кристо, Ешнегош. Путешествовал Деш Халацу, французский писатель рукой. В Газях, ночью чахала, цундешний штук, ночью цефечь, что описывают пеш, ночью шах французы Кавказа, что татарда, что общий умкаринцун, так Франция, ламброй олш, француз пол ламчаш, шех ламброй олцар шех. Цен француз будешь, чучуа боуш, цикл специальный шей, уберцы далита, лаха, вания, якалашка, штвания, ашболнаха, кек был уже, и был, что перемешанный, и цен, ну, разнообразие боуш. Ламброй олш, француз, тюха, набуш, баркар, фейр. Так, скандинавский миф, греческий миф, скандинавский миф и также греческий миф об амазонках и валькириях. Мы уже выше показали, что валькирии – нахское слово, и в этом нету никаких сомнений. Существует в Чечении в виде жизненных реалий. Так особо почиталась и пользовалась уважением в Чечении девочка, рожденная в семье первой. Ей приписывалась сакральная сила, способная приносить благополучие, излечивать болезни и так далее. Помимо общепринятых юарий, девушки, девушки, эти девушки имели особое название – мехкари, то есть земли-стражи, защитницы. Внешне мехкари отличались тем, что сбривали сзади волосы, эсхадуар, и могли носить мужской головной убор и одежду. На грудь надевалась стягивающая и позволяющая носить оружие повязка, силка. Это воинственный костюм лег в основу национальной одежды чеченок, единственным украшением которой являются женские газыри и пояс. Чтобы иметь право на создание семьи, мехкари должны были совершить 3 мужественных поступка или одолеть 3 врагов. Особое отношение к девочкам-первенцам чеченцы сохранили по сегодняшний день, а наши бабушки состригали волосы на затылке, вспоминая рассказы своих матерей о том, что, поднимая волосы под шлем, многие чеченки участвовали в сражениях. К слову, древнегреческий писатель и философ Плутарх сообщал, что амазонки обитали на Кавказском хребте, вдоль Каспийского побережья от устья Куры, река Закавказье, до реки Самур, река в Южном Дагестане, а некоторые эпохи до Дербента. И кто его знает, может и вправду прошлись амазонки из-за Дербента. Также Сигурду и Цервой
نوحشي هوشتوكوي نوحشي عيد لح نوحشي ديتشكح دقنا خش وينا هين يحكي داوينشن شي داوين جنير تيجا إهلر داوينشن داديقر بوشتا كيجي دوش إديتش درخوي طبعا تا بدوينش تاني تا تانش نومشتو انت هندوش مثلا كيجي دوش دينش تا چدوش درخوي شي داوينغا إيفير داديقر شي دينك إسيمي تواتر دبوش Sigurd Boš. Lukcēra tā legendārni polkovodits. Ragnar Lodbrokki kant. Ragnar Vīnvol. Elvi Ella. Nartrumbjah. Король Элла боца. На самом деле Эл король ду. Это не имя, просто Элла. Эл галатика. Тан Элу Sigurd да Рагнар Винхелло. Но они пишут король ноль трумбы Элла. Они не знают, что на нашем языке Элла означает король, царь, там, родоначальник, элита. И написали, и подумали, что это его имя, Элла. Короче, от Эллу Рагнар Вина и Вина и Алхеща Сигурдиц Нуиштабол. Ожмилора, Ивари, Бjörn Железнобокий и Halvdani Убаи Боша от Кентрища и Эскароуча, тахшей да Вина кхаляца на кровавый орел Бошца. Наказанию тир. Будь яш, эндаш, кяга дойцу чур легкиш эрайовый толиош. И шей да Вина кхаляца иди на церцу. Сигурду. Цеютsun Sigurd Змееглазый, ласкомата. Сигурдр. Шей скандинавский мата. Сигурдр. И Элвиевина, шиеден те дадекацу. Окая зинишен Элла II победил, взял в плен и убил Рагнара Лодброка. Это официально, из Википедии, желаю, что не скажешь. يغطان دو شتات دشنش دو خزا حيازنين هما إلا Сериалюк, викинги, сучхаш, охаз, хагойты, картины. هرا и солнце гена просто Викинги, Лорд Шоу, шоу мощный сериал мы. солнце джим хажул الحال дикал до из когда татош да параллели между чеченскими и шведскими языками, ну, ночи голова, церцены дождь. Кентик, цермата, придурковатый, глупый. Кентик, утье, на улице, на дворе. Ютье, двор, ваймата. Берн, бер. Берн, бер. Каста, квасса, бросать. Цемата каста, квасса ваймата. Падда, жаба цермата. Пид, падда, пид. Тал, сосна цермата. Тал ваймата, тополь. Думяцу. Син, чувство. Са, масала, бальса, зрение. Синна, синне, чувство до цермата. Вайматаду, с. Масала бальса, зрение. Дым. Пыль до цермата, дым. Ваймата дым мука. Дарра. Дрожать до цермата. Дарр ял вигуаш ваймата, йок. Дарра до цер, дрожать бог. Сирлик. Изящный. Сирла. Кол. Уголь до цермата. Кор. Ваймата. Ряск. Быстрый, бодрый, проворный до. Ваймата расха. Марк. Земля. Территория. Участок. Ваймата. Мох. Марк.
цермата, уэмата мок. Мад, грязь, слякоть до цермата. Мода, уэмата. Ленд, земля, страна. Латта, уэмата. Масала дейнбя, латта. Страна, земля. Адил, дворянство до цермата. Знать. Эдл. Адьё. 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 До свидания, прощайте. Адикюль. Адьё. Адикюль. Адикюль. Коротко, хули. Адьё. Адьёль. Адикюль. Бер. Барм. Носилки. Барм. Тида. Цермата. Толковать. Уэмата. Тида. Толковать. Гантида. Толковать. Г. Го. Идти. Ходить. Го. Уэмата. Вар. Был. Уэмата. Вар. Был. Уэгга. Эга. Цермата. Уэгга. Уэмата. Эгду. Колыбель. Люлька. Качать. Узел. Усель. Усель. Негодяй до цер. Осала. Ое осал. Кила. Кила. Холод. Шило. Орт. Местность. Место, населенный пункт. Юрт. Цер орт. Ой юрт. Син. Син свой. Иен. Ой мата. Декис. Конченый человек. Декас. Конченый. Даг. Дан. День. Де. Даг. Дан. Де. День. Фолк. Народ. Халк. Фолк. Халк. Цермата фолк. Уэмата халк. Лэг. Лэг. Низкий. Лога. Уэмата. И стадим сходствуешь. Юшин пока Карина шиац. Дегазаду, как щенщина ауралуш. Да. Диктор. А хорше ценишь? Хорше ценишь, юхара, как бы, и инсохлахайол, гойвен, ингушский, отюпьяганьол, как бы, фактяек саньол, из-за юкой, свастик юковой массир, от смассу байнштя массана карушу. Как бы и тройной нагюцер в основном именно викингши. Вукера креста кельтский крест душен, христианский крест дачен, лекады гойшен, второй могон, первый. Вот этот кельтский крест душен. Христианство вообще Иисус валя дюнстахил. Знание шушениш, это крест, это солнце, это небесное знание шушениш. Цивилизация я уж дюнстахаяш. Арман. И третьей линии, второй нагязер, листищи. Да. Третьей линии. Волчий крест. Из сон аркинти оллера, ногчи сооружения тира. Форме алтережа. Третьей линии. Балтир боя. Лагайтер, я по бокам свастику мыл вотер. Вот можешь сейчас быстренько сравнить мелтерюхаю. Агара нага коч али лошумю. Норвегия. Ю-ю. И волчий крест олцается. Германский мата хуярец, он цевона так освободила. По-моему, молот Одина Олмец. Ага, и эти. البرزن قالوا شلق تالي برزو قال لي يتير أزوفي اتدعايوز как бы ну я вот царь идея нации его английский латинский шибуква говорили а я зацена по сути дела и знак сегодня волчий крест да я изучаю на утоне сегодня соцватон что интересно короче фашистский типа символик ложь да я царь
Самое. эти фашистські символіки, тому що буває Георгий Нагиев из-за моей фашистской ложь. Вольф Сангель олцуно. Короче, сетя. Вот и вывести ее. Сободел. И З буква, да, дол, как бы, и сан движение, З буква цунахая, Гойон. Хари и Вольф Сангель. Волчий крест Барзик и да, квалити ишт лочила царь. По сути дела, ишт талкаса ньюз, харюцан эчки. Сетя эчки, ша майор гойтон. Ока, гойон? Ока. Уши ока. Тиоли. Хагойчи, гойон? И зесан буква. Волчий крест лочила. Боболшин. Волчий капкан, как бы. Внеалфавитный символ. Используется в геральдике. Присутствует на гербах ряда городов. Также применялся в нацистской и применяется в неонацистской символике. Первоначально Вольфсангель был языческим символом, который применялся для защиты от оборотней. Позже стал использоваться в геральдике, где обозначал волчью яму. В XV веке стал эмблемой крестьянского восстания и некоторое время считался символом свободы и независимости, хотя во время 30-летней войны назывался знаком распутной тирании. Цитировали «Черное солнце» и знак. Я Хайни вообще изначально Хайни говорится. Черное солнце и солнце, черное солнце изначально хылами очваться, это, по-моему, короче, черное солнце. Типа царь. Ока, да, я заш оккультный символ Оли. Худ такая, но я не знаю, насколько можно доверять этим коммунистической Википедии руснявой. Потому что это самый большой угроз моей. Коммунизм это полный, радикальный масса разбродящ идеологию. А нацизм как бы полностью радикальный идеал тоже. Да, корейский коммунист моей уж инзаджи в тысячах и санел. Черное солнце может именоваться также солнечное колесо, бо Стоненрад. Нацистский эзотерический символ, разновидность солнечного колеса, использовавшийся в нацистской Германии, а затем в неонацизме. В контексте ультраправой культуры один из символов ненависти. Состоит из 12 радикальных рун зиг, похожих на символы, используемые на эмблеме СС. Имеет исторические прототипы, но современный символ впервые появился в нацистской Германии как элемент дизайна замка в Вевельсбурге, реконструированного и расширенного главой СС Генрихом Гиммлером, который намеревался сделать замок центром СС. Остается неизвестным, имел ли этот символ название и какое-то особое значение среди СС. Один из ряда древних европейских фигур, присвоенных нацистами попытки изобрести идеализированное арийско-нордическое наследие. Сам термин «черное солнце» появился в сочинениях основателя эзотерического гитлеризма Мигеля Серрано и бывшего эсэсовца Вильгельма эзотерический Дэл Мичель Дэл освободил дальше. Послевоенный роман Рейсинга «Современность». Короче, кузах, це на царь, нацистські не связать, полностью кузах. Я не знаю, соцсети что ты говоришь, но кузах агуша, типа, царь основатель, что не за штук царь, нацист типа, среди сторонников превосходства белой расы, типа. Он сказал, что он будет лагушаться. Ну, гадари за мока, да, царь. Гадуич тупо. Гадуич, говори черное солнце. Он, по-моему, изначально у славян тоже был.
И у скандинавов тоже. Да, ну там, да, по-моему, да. Но это обычный символ, да, и там 12, вот это в Зиги был, яйца, типа Зиги. 12 месяцев. Но этот же крест, вот, 12 месяцев. Вот этот, 4 сезона. И крест День равноденствия весеннего и зимнего солнцестояния. 4 времени года. Лето, зима, осень, весна. Вот это 12 месяцев. И солнце. Ну, чисто знание, щупаешь небесный там. Хорошо, если подытожить всю эту информацию в 2 предложениях, что это для нас значит? Ну да, сегодня я сказал тебе, я около 2-3 часов на это потратил, на все это не объяснение своими словами, а зачитывая чисто научные доказанные основания, а также польза в этом, а также смысл этого, дух этого, все это будет завтра, послезавтра собрано в коротком, обрезанном, ненужное, убранном для всех вас удобном материале. Вот это Шиир-Чурт, надгробный камень, Басхайн Кешничва, древний надмогильный камень в течении. Вот это руна Альгиз. Тут можно наблюдать вот эти руны. У нас это называется Тамга, как бы. Вот тут руна вот эта видна, не знаю, не видна. Вот внизу, вот она. Альгиз руна. Вот сюда посмотришь. Вот она. Это у нас. То есть вполне возможно, что у нас, наверное, была письменность. Если даже это... Ну, может, там туда пошли, грибов наелись и придумали, может быть, и такое. Кто его знает. В старом футарке руна обозначала звук Z. Так, сейчас. Вот они у нас дома, вот. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Спираль. Да. Чего ты рёвается? Волчик, ты канал, да. Ну вот, наличие солярных знаков у там и здесь, конечно, аргумент железный, с этим спорить невозможно. Ну, понятно. Просто схожесть слов меня вот это смущает, вот немножко кажется, есть прецедент такого немного натянутой совы на глобус, чисто информативно, потому что много где слова похожие с разных языков, греки тоже этим грешат. Поэтому, а вот солярные знаки, такой аргумент железный, конечно, с этим спорить не Я не могу понять, ты что хочешь сказать, что нахский, чеченский, нахчийский языки и скандинавские языки не являются родственными? Я не могу этого отрицать 100%. Нет, конечно, но и точно сказать, но что... я тебе говорю научную официальную версию. Доказано, что скандинавские и чеченские языки являются одной семейной языковой группой. Это доказано научно, есть прям работа на эту тему. Да, конечно. Ты что думаешь, тут я сижу какие-то сказки рассказываю среди серьезных людей? Нет, я просто еще раз говорю, что это неплохо задавать вопросы. Ну тогда не мешай, пожалуйста, если ты хочешь узнать, я тебе книгу скинул, почитай книгу. Чего ты от меня хочешь добиться? Официальную книгу тебе скинул. Почитай, тогда узнаешь. Официально написано, что кельты, баски, вон самые отдаленные места живущие, французы, шотландцы, ирландцы. Со всеми мы имеем родственность. Официальные. Почитай книгу, тогда узнаешь. Не надо меня отвлекать, пожалуйста, со своей критикой. Спасибо большое. Эту критику я уже наелся уже.
шумерский нагдицар, ой, маситус дицан, ан, ой, матас, небо Богду. Цема так, как бы Бог неба, давайте на цари, и цун знакью. Ан, ой, матах, небо ду. Шумерский Бог неба у Бог цар, ан. Ой, мата небо ду, ан. Цунзут ан стую, ан ту. Ой, мата ту. Ту. Анни тую. Богиня Божина Ану. И здесь знаешь, чего шо. Стунан. Там, княгиня Бог, сту. Стунцхой, стунда. Харананью. Стунцхой, шинатая поделка. Да, шинатая поду. Да. Сту. Харананью. Была бактрийским женским божеством. Вариации паназиатской Наны. Слияние шумеро-вавилонской Иннаны Иштар с местным божеством ее кушанской форме, с местной зороастрийской Арахвати Аредви Сура Анахита. Такой синкретизм был распространен среди кушанских божеств. Богиня, возможно, Нана, сидящая на льве. Афганистан. 5 век, 6 век. Эфталитский или тюркский период. Иннана, покровительница, плодородия, урожая, продовольствия, урожая, плодородия и любви, победы, правосудия, семейной жизни. Иннана. Это Нана, скандинавская уже. Шумер. Мы пришли и добрались до Скандинавии. Нанна, мать скандинавской мифологии, богиня из клана Асов. Так, Сара Ильминсульду. Как бы священное дерево или ствол дерева саксов, посвященное богу Ирмину. Главный объект почитания северных германцев еще со времен Тацита, который описывает слухи о геркулесовых столпах в землях фризов. Ледовое как бы дерево, дуй. Выдолчер тамгю. Традиционный центральный столб, главный центральный столб ценочо. Иштюгара ценочо. Такс. Sama diyorlar, miškai čaupēči. Un ar tur vēl labošt. Sama делаешь. Ага. Вот она. Король. Надолаш дика. Медведь дубош. О уверенный дуэгар, медведь дуэш. Король Артур был валийский, английский. Артур от кельтского. Медведь был. По преданиям, покровитель божества Логорес, легендарный вождь бритов, 5-6 веков. Самый знаменитый из кельтских героев, центральный герой британского эпоса о многочисленных рыцарских романах. Согласно легендам, Артур стал королем в исполнение пророчества, защитил Британию от набегов саксов и собрал при своем дворе в Камелоте доблестнейших и благороднейших рыцарей круглого стола, но в конце концов погиб в бою, защищая свой трон от узурпаторов. Какой круглый стол? У каких кельтов? Мягкая. Хитроумный Мерлин поместил меч в камень, а на камне начертал: кто вытащит этот меч, тот король Британии. На турнире у сэра Кея, который был старше Артура, на несколько лет сломался меч, и он послал Артура, своего оруженосца, за запасным.
Запасного Артур найти не смог, и тогда вытащил меч из камня, оказавшись таким образом королем Британии. Мерлин раскрыл тайну его происхождения, и после проверки никто из лордов не смог вытащить меч. Снова помещенный в камень, и только Артуру это удавалось легко. Юного Артура короновали в присутствии самых влиятельных и знаменитых лордов Британии. Какой к чертовой матери медведь? Какой медведь к Артуру? Вот сами подумайте. Сами. Король Артур. Ирландское от кельтского медведь бог дубахи. Какой вообще медведь имеет к Артуру отношение? Где тут вообще медведь упоминается во всей этой истории? Тут четкое есть именно его имя и только его имя. Это же сказка. Еще Понятно, крутится... сказочный персонаж. И все крутится вокруг именно этого камня и именно этого тура и его вывода наружу. Имя – история. Если Артур на нашем, кельтском, на нашем старинном языке, просто-напросто сегодня, который нахчи сохранили, остался он у нахчитов и у основных вокруг наших людей, так скажем. То есть медведь тут никакого значения не имеет. Никак тут медведь не относится. Абсолютно. Никакого отношения медведь чертовой матери к Артуру не имеет. Король Британии, который основал круглый стол. Вот он, крест посередине на столе кельтский. И вот 12 его рыцарей. Как я говорил, Один, Иисус, вот этот Артур, Солнце и 12 месяцев, Солнце и 12 месяцев. Тюр наш цивилизации. Чем оно цивилизация? Тем, что у нее есть Голливуд. Культурный распространитель на весь мир. Это Харшин Хухадуа мягкий бугуанда гулалой. Пахина ишь гулалой. Так. Освободилась. Во. Хорошо. Кельчбу. Metti tabuda bu bahš, ceraha francūš boila, germāņš boila, ирландш, шотландш, англичанш, там бридж, сак, короче, букаш, скорее всего. Индоевропейского кельты, греческий кельтой, целтей. Латинское, греческое, кельтой. Кельтой? Гушьон. Близкие по языку и материальной культуре племена индоевропейского происхождения. Индия, Европа. Индо-европейского происхождения. В древности на рубеже Эр, населявший обширную территорию Западной и Центральной Европы. Примерный район расселения кельтов в Европе. Синим выделен район расселения протокельтов, предков будущих кельтов. 1500-1000 года до нашей эры. Розовым различных кельтских племен. 1000-е годы до нашей эры. До ориентировки приведены границы современных государств. Кельты главным образом Южной Франции строили укрепленные поселения. Опидумы с каменными строениями, окруженные массивными стенами из каменных блоков.
Они превратились затем в города-крепости и торгового ремесла центры. Были развиты земледелие и рыболовство, искусно обрабатывали металл. Вот Гекатеем Милецким в 517 году до нашей эры, когда он писал о народе, живущем вблизи Массилии, современный Марсель, в V веке до нашей эры Геродот упоминал кельтов, живущих в верховьях Дуная, а также на дальнем Европы. Этимология термина «келтой» не ясна. Возможные корни включают индоевропейский «кель» – «эйл» – «скрывать», индоевропейский «эль» – «скрывать», «эйл» присутствует также в древнеирландском «цейлид», «цейлид» или же «эйл» – «жар», «эйл» – не «жар», «эйл» – «скрывать», «эйл» – «жар». Но поскольку они не знают, что они, как тебе сказать, я не знаю, может и знают, может там. Но если бы они знали нахский язык, то весь пазл у них складывался бы. Поэтому они путаются. «Эйл» – «скрывать», смотрите внимательно. Возможные корни включают индоевропейский «эйл» – «скрывать». Присутствует также в древнеирландском «цейлд» или же «эйл» – «жар» или «кель» – «принуждать», «побуждать». Некоторые авторы предполагают, что это эндоэтноним, в то время как другие рассматривают его как имя, придуманное греками. Лингвист Патриция де Бернардо Стемпел принадлежит к последней группе и предполагает значение «высокие». Самое интересное духовное слышание. «Эйл» – «цейл». Запомнили. «Хара» – «Мария йолзуд». «Хара Мария ягаз йолзуд юаю». «Суакасин клиялушилла». «Хара Мария йолзуд ю». «Ункар тах лакию». «Йоу лакюту». «Шайде ненк де شين بقيجنا خاتيش ويا مودر أيضا ما رأي زود موق أشتغلت ما حاج. Кельты жили по законам родоплеменного общества. Их культура была очень богата легендами и преданиями, которые веками передавались из уст в уста и, как правило, сохранились в нескольких вариантах, как, впрочем, и сами кельтские имена и названия. Археологические раскопки, проведенные в последнее время, помогли пополнить знания об образе и жизни и традициях народа. Так же, как и большинство древних народов, кельты верили в загробную жизнь и при захоронении оставлялись умершим много бытовых предметов. Тарелки, блюда, инструменты, оружие, ювелирные украшения, вплоть до телег и повозок с лошадьми. Центральную роль в мифологии занимала вера в переселение душ, что уменьшало страх перед смертью и во время войн поддерживало храбрость и самоотверженность. Все эти памятники застают народ в состоянии родового быта, высшим проявлением которого был клан. Наряду с родовыми отношениями, а иногда и помимо них, устанавливалась путем аренды земли зависимость, аналогичная вассальным отношениям феодального строя. Основой аренды, которая, впрочем, могла быть и свободной, то есть не устанавливать зависимых отношений между съемщиком и хозяином, лежала, собственно, отдача и пользование не земли, а скота, так называемый щетель, чептель, кельтский четел, скот, четел. Кельтские названия, что он городашка Исан, Амьон, Бельгия тоже, от имени племени бельгов,
Келча Хаболь был Белгов, Диланю Белфаст. По-кельтски Белферсте. Брод песчаной Этмели. Лион, город, крепость, луга, от древнего названия. Гальский бог солнца Дун, крепость, холм. Лангар, Нант, Париж, от названия кельтского племени Паризиев. Перигор, историческая область во Франции. Пуатье, от названия племени Пиктонов. Сена, от гальского Секуана. Тур, от имени племени Туронов. Труа, от имени племени Трикассов. То есть Келча и Сантагана существует, я шел название. Народ шлюцу на Хаболь, царя Хаболь, Келча. Келтуайшах, точнее, Келтуай. Ирландцы, валийцы, шотландцы, бретонцы, корнцы, менцы, Белфаст, Богемия, Британия, Галатия, Галисия, Галиция, Галия, Дублин, Кардиф, аж название. В общем, шотландч, царя Хаболеш, бретонч, валич, ирландч, корнч, короче, пишку царя Хаболеш. Такс. Метта. Так, подытожить дидуэй. Келтуаи цани дид. Этимология термина келтуай неясна. Зафиксировать тирхой. Никому в мире неизвестно, что означает келтуай. Откуда это слово происходит. Пока мы спим и приписываем себя семитскому сказочному персонажу мною, индоевропейская часть человечества не может найти ответы в своей истории. Проститесь и пролейте свет на все неясности этой истории о Нахче. Ведь в нашем языке есть все ответы на эти неясности, начиная от шумеров, ануннахов и заканчивая Келтой. В мире не знают, кто основал шумеры. Этот вопрос открыт. Также у скандинавов и кельтов есть много моментов в нашей истории, которые скрываются только на нашем нахском, нахчийском языке. Этимология келтуа не ясна. Возможные корни включают индоевропейский эйл – прятать, также встречающиеся в древнеирландском цейлит и современном валийском целу. Эйл – нагревать или эйл – побуждать. Проверим, есть ли ясность, если перевести термин эйл, а также на современном валийском, который целу. Посмотрим сейчас на нахском, есть ли смысл. Можем ли мы найти этимологию, которая в мире никому не ясна? На нахском языке. Можем ли мы это? Два слова, которые ученые привязывают. Этимологи там. Эйл – прятать. И целу – нагревать. Эйл ваймата – прятать, дуй, пропал из виду. Эйл твой. Эйл дел тейп. Эйл твой. Совпадает смысл полностью. Эйл – прятать. Ваймата – ду эйл. Эйл хуа. Эйл – прятать. Ирландский матак – эйл – прятать. Эйл твой. Целу. Нагревать. Целу. Опять смысл совпадает. Обе слова, которые они приводят, с перевернутым смыслом. То есть у них целу, эйл прятать, а целу, цел тоже нагревать. Целу это тоже как бы так. Сейчас, секунду. Первое зафиксированное использование названия кельты – это древнегреческий келтуай. Целтуай, келтуай. Келтуай Цезарь назвал галлами. Я думаю, что кельтуай
от наского кельт, цельт, огонь или прятать, добавка ой, нах использовали при основании рода, нахч. У нас так рода называют. Пример. Гунай, ламрай, чермай и так далее, так далее. Название род обретал не по имени родоначальника и крови, а по местности, по ремеслу и другое. Таким образом, кельтуай на нахском потерянный с виду род, либо огненный род, горячий род. Короче, не буду я вас мучить дальше. Таким образом, шумерша неясно, на каком они языке разговаривали, бош аж пушанцыга жиктишей акадан тилет. Тиктибяхкан шумерш буха бин цыга акад основатель, что поэмару и алшару кен бош семитский цачувахкуй, свосошу иштар богиню ахаржа хернашей, дерви ауэ уиз, шейцарви ал, социалан хержние сунгиньер хэл пишери чуах иштар, цояе, насо, шуцар хэл виз бахар, ял, дебилш, а яин, короче, ю и семейч хаты балин акадская алшей цивилизация, основатель, нашунцар, на обломках шумерской цивилизации. Там жиктишен и хушдушен там, ца ауранцах или ца нойцах или шей подлинная история. Расшифровывать яш по миру, да, историю доказывать яш, а что же не там, то есть подлинные истории те, помимо того, что те же, да, Авраам Аллах Баган Бариштик, но они раскопали там шумерскую, то есть никто не знает шумерский язык, кто разговаривал, на какой язык похож был, ашиштик Аллахуш. Way huda dagada, way umada dagada, that's way metk, way yah, uanhal stogel, way lerder, za humada, that's way. Status way, wasal de akansa dieladish. Нет, это сказочные, эти, первозвоца, шон, шоуст, эй, White шокач, анвелсак, игрушал уштол, и шокач, беладалин, и лучше из людей у бош. Остав тише, лилан захечен, сказочный дудок. Хаймас хата, да мегаделевик. Мегаделевик. Хаймас интернет, يقول يلا هذا بوال حقوش توصل تاع بوال بتاع شو خشوا نوجه تردات الإنترنت وزيرو بقاش بوينش دوتو برغ دستو بنخوايات هنا بودي خانيو رميرنا مال خانيو اشتا خبالغان تعالى خالي شوي هاها Dela история. Мы ночи хуман бо, а ночи. Бо именно ночи хуман. Dela хум бо ле диза. Зашто джимон дюнста. Са дикол колоса са. Па деда чо са ночи сагвошта. Са way бокбол ночи ба цара нисвел. Suoqina så Jimonsdysta. Suoditen Jimolsha ishtribol baqina ihum staliet dersa. Jutsatsjahan sa zant I irwensa. Sa hon shadik da'tisan sa shavik sa ulamas da ul moti nesta disanti woqqal sa kulsa dyus sa disandersa izbash. يغطي بصل عاموش إشفاق تاني على ده نوهين سات عشت أغلب لون عشت
Ну, сабелда инна голосу ночи мотай, эльч сунцаца. أصلا مش تاع إذا مسقيتهم إذا долшто гушто تاع профессионально السن уровень такое تاع официально профессионально هذا известный политик историку تاع نوع تاع профессионально ميشاح والله دي ودي إذا خوش قهيوش مويها в таком формате خيرته ناسو Это сон, сега худу просто ица. Цауа шердат, станда, бакердат, ялдолхом ца аудал хиета, дуяца. А может дать и сказка. А может баду ял ходаш. Ца хакер докониш отюка шедо. Ца. Дахнс профессионально ца истории way заниматься да волю бадыг здесь эти волю лац документально ши документ читание хажаш. Ну ёкканят ама харца норвежский и хумшо ца амяла схожесть. Ну солнце мяхан едут цаишта. За 25 как минимум хедло интернет доступ делать от вашего хедло. Иш буна, да, иш массу манже дек дин мелдолма элчем, да, иш ты есть. Да, это было, да, дек был бешбек, да. Интересно, насыра было, да, тяхи, гейну қилот был в техник, да. Интересно. Во многие европейские языки через латинское посредство входят такие этрусские слова, как арена, арн, этрусская, хурицко-уральском айрия, арена, чеченская ария, простор, ровное место, мэр, латинское мар, этрусская мари, хурицко-уральская мари, чеченский мар, знатный, свободный человек, мужчина. Еще чеченская мар, что? Свобода, независимость. Мар, муж, маршо, муж, свободный, маршо, свобода, независимость. Оказывается, маршо идет от слова мар. Свободный, независимый человек. Муж. Вот еще некоторые этрусско-чеченские лексические параллели, которые до сих пор не были отмечены в языковедческой литературе. Этрусская. Айс – Бог. Айсер – боги. Айсиу – божественный. Айсна – ритуал. Можно сопоставить с чеченским эсер – наитие. Вдохновение. Этрусская. Ал – давать. Алик – пожертвованный. Алиха – подношение. Чеченская. Дела, вала, ела, бала. Давать. Без классовых показателей. Основа – ала. В – ала, е – ала, б – ала. Бала, ела, вала, дала. Ал – давать этрусская. Этрусская анза – орел, при безусловном сходстве с шумерским анзуд. Анзуд – ан – небо, зуд – шумерская, вы понимаете, зуд был куду. Этрусская анза – орел, при безусловном сходстве с шумерским анзуд и аккадским анзу, мифическим львиноголовым, а также, а позже гигантским орлом. Напрашивается сопоставление с чеченским эрзу – орел. Этрусская абкар, абак, чёты. С некоторыми оговорками можно сопоставить с чеченским дагар, абкар, дагар, дан, считать, сосчитать. Этрусская ар – воздвигать, строить. Чеченская дар, вар, яр, бар – делать, производить.
Творить без классовых показателей основа Р. Д, Р, В, Р, Е, Р, Б, Р. Дар, Вар, Яр, Бар. Делать. Это русское Р. Воздвигать. Творить, строить. Дар, уймата. Вар, Яр, Бар. Дар гуллак. Дар цену. Цену дар. Стагвар. Зудьяр. Буалхбар. Да, Р это русский. Ардукас. Вая ардуис. Просто классовый показатель. Шукуш. Буквами. Это русская. Да, это русская. Ара. Нести. Чеченский дар, вар, яр, бар. То же самое принесение. Дар, вар, яр, бар. Приношение, принесение. Только без классового показателя основа ар от предыдущего глагола отличается долгим гласным. Вар, дар, яр. Это русская ара, нести. Это русская арс, возвращать, чеченская вярза, дярза, ярза, бярза, вернуться, повернуться, обратиться вспять. Без классовых показателей основа эрза. Б эрза, Е эрза, Д эрза, юг дерза, юг ярза, юг вярза. Арс, возвращать. Это русское. Эрз, эрз. Это русское. Хазна, хазна. Это русское. Счастливый. Чеченский хаза, красивый. Бацбийский газен, хороший. Это русское. Илу, молить. Елу, молиться. Чеченское. Алла, ола, эли. Сказать, говорить, сказал. Это русское. Иту, разделять. Ата, ита, разделять. Чеченское. Ата, крошить, дробить. Иту, ата. Ита, ата. Это русское. Цена. Цена. Освященный предмет. Ценза. Священник. Чеченское. Цено. Чистота, святость. Ценстак. Святой человек. Священнослужитель. Жрец. Цу. Это русское. Кеп. Ваза. Кеп. Чеченское. Каба. Кувшин. Это русское. Лиен. Умирать. Чеченский лиен. Умирать. Ли. Умри. Это русское. Маз. Медовое вино. Чеченское. Маз. Мед. Это русское. Мариш. Мариш. Юноша. Чеченский. Мар. Муж. Мужчина. Это русское. Мех. Лига. Союз. Объединение. Чеченское. Мах. Брачная церемония. Махбан. Связать брачным союзом. Договор. Мах. Союз. Объединение. Лига. Мех. Это русское. Это русское. Не-не. Кормилица. Чеченская. Нана. Мать. Это русское. Цели. Церемония. Ритуал. Чеченский. Цера. В огне. Огненный. Ну и все. Пока что то, что я собрал. Это таланчаш тяхчувалык с книги Сахезак. С книга Ошах тяхчувалышын Вейхардюцага миф юборчнаш. Да, не бош. Приходят, что тебя издеваться дало, научный бухбушин. От книги Чуа смертя Вахбилла. Сон ты той же и буй хитчибием. И бюч хез цунах тишатяш уаша вяшан. Похумшик хаж волоч бим харомш карина да. Это книга юеш дола так. Когда хадали душу мел был бухбуй и этрусский мел оскельчиц тон. И баскиш, короче, муат схожий, долгум тига хадали душу.
Neresi oldu bakma bir şaş. İzle. Анвар, это русский основан литература, Италия именно будешь, Италия сами, битер в начале еще там, шагал из, Италия и эло было 10 огней, торговать и на больше, литерой. Тому Италия, это просто цацуна. Ой, бог, куда цац? Массачусетс, дуняник дуборса, приходится, солнышко приходится. Бан хуцуна, ой, нешега чисто Италу, какой элу, какой ит. И бухало без. 10 огней, Италу бог, 10 огней, там вулканы действующие были, это очень давно это было. Откуда ты знаешь? Ты проверил, что там именно 10 вулканов? Там по геологии, я сам геолог по специальности. Там проверяли 10 огней, там было 10 вулканов действующих было. С моря, когда шли, там они определяли, какому из поселений, там 10-11 поселений там было. Этрусские. Ну это вы поколение, вы там связаны. Свободен, цаускуя, Италия, вулкан, шамдина нас, короче. Давай, давай делаешь. Те времена открой там, и Италия только зарождается, где я. Согласен, цаускуя, духуя. Гора Этна, Vesuvius National Park, ci Stromboli vulcano, Creteri vulcano, B. Solfatara, P. Monte Amiata, Yalch, Campi Flegrei, War, Vulcana Monte Busca, Barch, Monte Vulture, Is, Vulcano, It, Vulcanello, Zeit, Le Castle del Guaguana, Monte Nuova, Gore vulkane, Oshpshayek vulkan, Lajalatiga, Lawal, Nacham, действительно, It vulkan. Ялыть будешь, может, и ял гингербаться, всегда хэчер бацуш. Италия, они опмацали этрусские территории. Как бы действующих было 10 вулканов, по ним ориентироваться бешее поселение Шелуцига, там больше было поселений, больше 10. Это русский шбасер поселение. Для римлян считалось, что царь Сани Георгиев на СССР за честь считалось. Сайн-Лиснак, Снейнор, Сайн-Лиснак, он же больше. Мне там 60 уже. Он мне рассказывал эти все вещи. И резко бахт пацан заложник шлоч, о ёх проблеми войн ахтелек цигага коммунист бутигач одук. Массу войн но олван шяш термин коммунист чамирш буха диезвой. Цел идеологии то же самое, иудаизм то же самое. Цутия хайенис, равино придумать учение и коммунизм. Раз командуешь, что дух и коммунист бутига жикти кома был. Жикти комик алхам дац именно Россия жикти буй дел на алят лицан. Что бьюхом шуш, что коммунист шуш. Шабик бос, и коммунист бос, именно и коммунист буйте. Так еще цано он що венець Україна, Канада, капітан туші, Італії, Європи, масуауи бяхти швейці, задагадери аж буштір. Це буй і бей. От європейських амішаш хамічардяла, це бен повністю арбой чуттан асимілірувати, він цап компортігач, планеті гадаючи плотно. Нохол колхозник волс, он охуштала, из-за кузанаха бац олдал, цена хуштуем. Отсюда, вечный там будет никогда жизни.
Ни Луна, ни Солнце не победят. Никогда в жизни. Это вечная борьба. И что бы там, кто бы ни пытался, Солнце не уничтожить. Солнце можно чуть-чуть там, на секундочку своей тенью, грязью, аморальностью и так далее устроить затмение на секунды. Но это лишь мгновение. Солнце все равно выходит и будет вечно выходить. Никогда никто не сможет побороться с Богом. Никогда никто не победит Бога. Никогда. Это против самой природы Вселенной. Поэтому идешь, будешь тягать, и вязкой, и дельня атваш, вязкой, компот, вязкой, ачи. Хаемос. И что он будет набьешь, а? Османский империя, халифа империи, Охшена, царской России, Охшена, и коммунизм, идеология, продвигатель, еще Троцкий, вообще молодой, Чуавалуш, Мазали, заключение с Туркшей, агентчик Явайч, Ленин, идеолог, Хилуна, чувствуешь, Троцкий, тоже жуктих лухошло, аска жуктив дала. Ну, а сейчас вы и коммунизм устроит мяленый почти что. Тара вы, адяха цар вы, с коммунищ. Вы истории, ёлчун тихи, полнейший демириатан, цар вообще камяда, цадяш дадиган лути вахти сне цар вы. Vai paceram šum šacējuši tādējādās. Ui, это ласка читаем вину, ласка читаем долларом 30 миллионов, не знаю, по разным оценкам, 80 миллионов, адам динаться. Это динация просто. Никогда в истории не слыханная полностью элит уничтожить. Реально, Али Ламбаркуш. Сам вообще хождаться его полностью еще и планчак эктит. Мировой партийный рабы, рабство, рабочая сила, рабочие в мире. Представь, они весь мир хотели сделать рабами, а не коммунистическая партия, состоящая из кого мы сами знаем, правили бы над всем миром. Рабами. Что там первое? Отнять собственность. Даже твоя жена по коммунизму не принадлежит тебе. Она принадлежит государству. То есть, лишив тебя всего, сделали бы тебя, уже делали явным рабом. И кто от этого спас? Америка? Ага. تتعدي زندات شنو يتوام هنزا دعبيوش بوشن يمال بول عربو شابش اتيوقي وباي شي دي ضعي تاك اتشاش دول ميتيا يتي بوندستاغ شمونتستاغ شتوشو باوش دو اتنايك دقيق دي دوشي بلان شي وما ساعة يا دات شنتي شي ديل نعاليات لك تارها الدنيا ساعة تام يعدو تشحوط إدو أقا دوشن تتي تتحوط اللي أجود أتجار حلقة وتخلق الدوشن действительно чего خلق الدوشن там реально на тысячелетия план Ньюшен тебя Цундера цикавый бог, опять же, цакаем наши идеи, чисто планю, есть алгоритм, есть идея. Ты можешь взять эту идею и быть на этом корабле. Чисто тебе надо будет просто нахуй бои, наверное, пичить,
كيلو خيلشاني ها خيروختك أكروش داس главное красное как كيلو قام حباش ولياتك غاز كشنو يا كريملي خزبولات وخويل هنوخش خويل أي مبشي أو ладуца главное идеи коммунистические всемирный гонядинок пролетарии всех мир объединяйтесь под сами знаете кого. Лишайтесь собственности, жен, свободы и всего остального. Виж тендерец, я что удобнеташе политику мачу горч. Имамавай цадей такой Европе, авай чамбах. Дали лишишен арбаш и вай лилдой что ли вай нук ир эх проюйца, ки кертуаш доши хум штойч. И вай нук и дул что питан душин. Уэйт за дахадин чук, я все кирдик конец пульпа. 100% увернулся. Уэйт за доезжал, да? Я не знаю, короче. Но мне кажется, что все там потеряно. Уэй и арбой кузар эрцак и са, о Европа на 100% дагур долштушин. И эта стратегия на 100 лет, 200 лет, поэтому хитят юнста, цацуам дюльша, отче дюзелан. Цонги идея да юч, хар Европа уайц адон, хар Европа хадах гершбон, о Европа хайялчут, эхо дег дюнети бодултер болшбон. Хай гуанда дол адмишгойон, иш. Адмашдон иш. Цац адмал хилла. تان هيغلق غلق ضاقة يطلع تارو حلق تيهترون تارو حلق واقرون تان هدوق يزرون هدوق يزيطلع تان تحت جيور واتسيقع بريزيدنت ديبوتات حو عشو ريقون يا حو أهرانيك شو تاو تدوق زر حلوة يلربوش عشو سنير فحواج جورا ديع جي مير حوات مير وبوغك دياش تول الله يقع سنتيول يحياتك بستادع جيت يحياتك داش تا حويو يوبشي حق سوء حويو ويقاميش داش جبتي Палестин боже, это собственная ничтожность игр уходят до матча. Мы будем только их смешить еще больше. Там надо действовать, надо начать сейчас идти от И арбу ашехузар эркис ешушен. Вот я цаашику ячу. Шейц адуцей шварт меткшуцей Давайте езжайте домой. البريزيدنت يقول وهو انشا والله امريكي قد دواهر بازت زري ليش انا بومشو ياتي تكون يوروب عبو اكيد تشش نقع سنشير سنة استنا بومشي اتاهين شو تاع يشين دا بيجر بوش انا شو او يلا او تيكيك تتعدش بوش يبرواش لك تشيات ياش خبوها بيش اني توحد استنا беженец? Беженец? В каком смысле? В политическом смысле свобода? Беженец уйди. أخوي أركز بيزم حلقت بدأت صلاح تنداتي ديردوك Realizak yetak etten mössen weilach dus. و عربواشي الله دوهر Europeici tu Европейч, وي دوك ناواس ونوخ Он не догоняет. Европейч, станохчу, Европейч, континентальный. Эйнахах, о, штук Европейч. Европейч, وي دولча حبيحكن, مق وي حبيحكن, نا مق شوي تاني, родственный больше. Кузахел мабатиш, да, именно. ويدا دعية كيجا ويهر شريعتي مريعتي بوشر بورش بولتر وطا بين هر بيدافيلسكي هر وغيوا زودر شالية شي طوقشتاتي هر بيدافيلي هر أربعة وقع يرزيت أو قايق كي برملين شلوش
ويزدرش دعلوش حقلوش ضعيرش نوي مش ندقر بشيء تستحيل للطير مش تعارجلش وهو يتوش تآخر ويتا تاغيل قوق ميوش تابورشل استغليوش تان سوديسكي سيمياس غلطات دوش مش تعيرش نشو إيش ويتا دي موسم وتسيح بود ما байтал дунити малых арбах что пришло наше время. Видишь, ганю, дагает, уллах адмал куан майрал стагал. Цагуется уж педофилш инцест, когда мял биохум шкузаят тухульшут. Ma быяхту. Да, есть андадес. Вот их биотека. А изменения шумшдовой и шелшмада ничего себе. Парты создать и шелш. Уже что две золши, но поку забабин хрен. Те две золши был в долгосрочной перспективе чуили если. Идею. Noche choqueo do ordaço. نوحشو يو حوا دعوة نوحشو ينلو أغورو شاو شوك أما نوحشو يو غبينا نوحشو خينا بشيجر توش أي أعداد سنداش بشيجر توش عيشة كمونيش حقبوري أقرأي إشتن إشتناتا هما يوتهم إشتن تعبشي تا هما يوتهم إشتن تانا بويزدي يجو بوري دعبي تانا وحقس كمونيش قرتي بوش بالمتي ودعوان تيجا ناحيوتنا إشتك تيحكي تلرتا يوي حول هتعبول بويتك دعبالي بوه уничтожить боца قرتي بوي تنديرا что دنيا دعوي نشني разведку улицу هليش مي وإيرا نيتسخل بيش مبوي سمخل ديش مدو وإيرا دولدو ميتيها Ochteču jodo dotro da mo no homone gurda homone me ush da no hat no trait no da mo la or Europia or dunia dia iguru borshel pachal stolici we nochteču merch nochteču stolici primo ekimon reisen shosh or raskish kretin bedias ya walishoch raskish das soviet раскиш да яйца изложь. Постой там, постой здесь, бог, углица рейтош. Цахан не бокурбу одал мола. Цадордо тохоз. Цадордо адордо боцечан коз не бах меш не прямой не бокурбу дал мола. Охце бока хотяло но шут вытягивал на выдвинулся. Декелер, что декелер? Если главным адрессом сначала шло, глобализм и вот нечего. Где твое место нахождения абсолютно без разницы. Немцы, Муа, Испания на полгода берут себе квартиру в аренду и живут. Значит, прописка сама горела, а жить ты будешь в Чечне, может быть. Ну и не в Штахи-то исчез. От политики Путина. Он старается изолировать Россию, но иншаллах у него не получится.
Det där skjutit var lalacha om det så där är ju då ett annat där on du står på stista jewel. Ашу сатана. لا болған бен ауыл антитеррор. Та әлп дош хавалар я уешься короче. Әлп дош. Саму әлп лурдается. Som teaterlig halaticho и около цахина и филигин театр сразу да чувели. Дерес хиловна. Седо. Дерес масана. Hadi görüşürüz Marşal. İşte öyle. İşte öyle mesele.